Да, все состоялось, Елена Анатольевна, пожалуйста. Спасибо огромное, коллеги. Доклад посвящен четырехмесячной поездке Пришвина на Дальний Восток в 1931 году. Результатом путешествия в Приморье стал своеобразный, сформированный уже позже намного исследователями конца XX века корпус текстов под названием «Дальневосточный текст Пришвина», в который вошли очерки «Соболь», «Голубые песцы», «Олень-цветок», знаменитая повесть «Женьшень», опубликованная впервые в 1933 году, которую считают жемчужиной пришвинского творчества, и дневниковые записи 1931 года. Нужно сказать, что именно дневниковая проза Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» 26 года стала предтечей вот этих поездок и интереса Пришвина к Дальнему Востоку. Прежде всего в этих текстах интересна, конечно, вот эта имагологическая оппозиция своего и чужого, но в то же время оппозиция, которая совершенно нетрадиционным образом решается в мифологической действительности для Пришвина и одновременно современной, очень актуально воспринимаемой им действительности. Очень интересно им описываются маньчжурские топосы, и я бы хотела обратить внимание на те вещи, которые плохо откомментированы на современном этапе. Это, конечно, относящиеся к этому периоду фотографии Пришвина. Он очень активно в эту пору начинает фотографировать в своих поездках. И отмечу, что вот эта поездка на Дальний Восток, маньчжурский, собственно, край, она располагается между двумя очень значимыми, тоже имеющими как бы вот этот второй фотографический текст поездками. Перед этим состоялась поездка Пришвина на Урал-Маш, которая произвела на него очень тягостное впечатление. А после посещения Дальнего Востока уже в 1933 году он поедет в Белбалтлак, да, то есть Беломорско-Балтийский канал, где тоже будет очень много фотографировать. Главная черта, говорили вчера об этом на конференции, дальневосточного текста – это его фронтирность. И поэтому для Пришвина поездка в Приморье в какой-то степени стала с точки зрения биографической очень важной. Это был поиск как раз вот на рубеже, в этой крайней зоне каких-то новых идей, которые помогли бы ему осмыслить советское строительство, ну и в том числе частично примирить с ним, с этим советским строительством. Исследователь Наталья Миленчук считает, что это была еще и форма эскапизма, такого убегания от действительности. При этом вот эта изначальная идея найти что-то другое в итоге оборачивается тем, что он, в принципе, находит свое в этом другом и совершенно ассимилируется вот с этим фронтирным состоянием, вживаясь в топосы улиц, приморские порты, природу и так далее. Ну вот сейчас у вас, если все нормально с презентацией, должна быть фотография Пришвина. Тут в презентации все фотографии Пришвина будут. Когда нет, я скажу. Коллеги, видно? Сейчас слайд «Дальневосточный текст Пришвина». А следующая Владивосток, Пушкинская улица. Да, все видно. Есть, да? Владивосток – это ворох камней, по которым лежат дощечки, пишет Пришвин. Вот здесь очень хорошо вверх, да, идущая в гору фотография сапожной мастерской, да, с гуляющими девушками. И он говорит о том, что в дыру в эту дощечки вытаскиваются, и в дыру в эту можно провалиться. Приходится идти не деревянным тротуаром, а шевелить ботинками камни. Почему, собственно, выбираются доски? Они выбираются на топливо, угольный кризис, а угольный кризис из-за того, что рабочие китайцы забастовали, потому как уничтожили их старшин, учреждения их старшин, подрядчиков, и вот как бы эта зависть сразу русского и китайского дана в том числе через конфликтный момент. Часто снимает очень Пришвин в гавани.
А вот слайд сейчас посвящен Семеновскому ковшу. Это, как я понимаю, сейчас называется «Спортивная гавань». И Пришвин пишет в дневнике о том, что он снимал в Семеновской гавани, фотографировал. Женщины сидели на корточках у самого моря, китаянки с ребятами, привязанными назади. Вот это, кстати, фигура будет встречаться много раз на фотографиях Пришвина. Все они ждали судов, и в оси 60 копеек десяток, беднота ожидает, чтобы купить. Жарить в оси можно без масла, такая она жирная. Ну и вот эта серия не вполне открыто кадров, да, то есть все, что возможно и выставлено в Государственном художественном музее, оно вот связано с несколькими снимками именно Семеновской гавани. Вот второй снимок, коллеги, на слайде должен быть второй раз Семеновская гавань. Да-да-да, Есть видно. это? Есть, спасибо. Здесь также, да, вот смотрите, китаянка, которую мы узнаем по способу переноски детей. Как пишет Пришвин, это один из самых кардинальных таких признаков того, что ты видишь перед собой китайца. Ну и, наконец, знаменитый снимочек, он известен, часто публикуется, да, и в интернете. Это снимок, который имеет довольно большой формат в Музее государственного художественного искусства. Это корейская девочка, идущая вот по бревнышку, да, мосткам таким проложенным, с ведром, в котором не видно что, но, скорее всего, купленная как раз-таки на пристани рыба. И само ощущение... Елена Анатольевна, почему-то с задержкой вот на большом экране у меня на компьютере. С задержкой, да? Сейчас есть корейская Ну, я думаю, что девочка, появится. Да. Ага, ну я пока не спешу, держу здесь слайд, держу. В дневниковой записи 20 февраля, уже позже, 1948 года, Пришвин признавался, что маньчжурскую природу он очень полюбил, искал в ней свою собственную душу или, наоборот, отразил незнакомую природу в зеркале своей души. Поэтому пейзажные зарисовки маньчжурские, они выполняют обычно функцию такого отражательного как раз вот этого своего чужого начала, и способ постижения имагологического отличия между собой и другими. Он там, сам Пришвин и повествователь, как человек западный, сталкивающийся с чужим миром. Столкновение это, Пришвин указывает, происходит уже сразу в природной зоне. Я напомню, коллеги, может быть, излишне о том, что Пришвин у нас имел профессиональное образование агронома, называл себя сам этнографом, может быть, не без иронии над этим термином, поэтому его внимание к каким-то вот деталям природным, культурным, географическим, ландшафтным, оно очень интересное, вплоть до каких-то замечаний орнитологических, да? И, в частности, отражено и на фотографиях. Ну вот, позвольте несколько цитат из дневника, которые свидетельствуют о том, что вот эта зона фронтирная преодолевалась им необыкновенно органично, да, что это была цель вжиться вот в этот чужой мир, начиная с природных параллелей. Коллеги, я могу двигаться, или у нас корейская девочка не пошла? Девочка, сейчас что-то с большим экраном у нас произошло. Ага. Но я думаю, что коллегам все видно, поэтому можно продолжать. Хорошо. Итак, цитата. «Земля не наша, какая-то даурская, что ли. Это еще около Хабаровска ясно показалось в цветах возле самых рельс. Потом прошла одна ночь в стремительном беге курьерского поезда прямо на юг, и в эту одну ночь езды по Уссурийской долине узоры растений и самый воздух переменились еще больше». Или «Всю ночь шел дождь, настоящий, не то, что мы, приезжие, здесь принимаем за дождь. Как трудно здесь быть сельским хозяином. Там, в недрах страны, почти всегда мы можем накануне сказать, какая завтра погода. Здесь же, на дню 7 пятниц, приезжий человек после нескольких усилий понять что-нибудь опускает руки и обращается за советом к китайцу». Нужно сказать, что Пришвин помещает эти материалы об отличии двух культур даже в дневниковые записи, которые впоследствии становятся
материалом для художественной повести «Женьшень». Сейчас слайд называется «Владивосток». Да-да-да. Или Николаевна есть, да? Например, флора и фауна маньчжурского ареала описывается подробно и конкретно почти в каждой отдельной главе. Например, вот такие вот детали. Да, пение азиатской кукушки описано следующим образом. Цитирую. «Кукушка кричит не ку-ку, а ки-ке. Перепелка кричит не пить полоть, как удас, а вроде как бы мужики». Мир животных в описании Пришвина приобретает человеческие черты, и он постоянно пытается его одомашнить, давая, вот, ну, в частности, оленям, потому что главный герой у нас повести «Женьшень» находится в мораловодческом хозяйстве, да, вот эти человеческие имена. Вот фотография, которая здесь у нас, это фотография лавки под номером 880, где мы видим очередь за хлебом и продуктами первой необходимости. Обращаю внимание, что чаще всего на пришвинских снимках как раз вот эти зоны пограничья, да, то есть это переходы между булыжной мостовой, да, и досками, это тротуары, это пристани, которые маргинальным образом подаются сквозь открытое панорамное пространство. И именно вот этого взгляда, считал Пришвин, не хватает европейскому человеку, да, взгляда, который сопрягал бы его с пространством совершенно другой природы, национальной ментальности и культуры, стоящим вне, собственно, границ его европейского мировоззрения. Вот в цитате здешние особенно интересуются пришвинской, какое впечатление оставил на меня Дальний Восток. Пришвин объясняет это тем, что опереться, собственно, не на кого. Нет авторитетных лиц, поэтов и писателей, кто бы растолковал эту природу и это место. Но при этом Пришвин, собственно, как я сказала, да, пустился сюда вослед за Арсеньевым, его знаменитыми очерками, но, к сожалению, встреча не произошла, потому что пока Пришвин собирался в поездку, в 1930 году классик скончался, и Пришвин посетил только могилу этого писателя. На данном слайде довольно редкая фотография в зверосовхозе. Коллеги, надеюсь, она у вас появилась. Да. Это как раз посещение того места, где собирал Пришвин материал для очерка «Голубые песцы». Ну, собственно, вот они, голубые песцы, больше на волчат маленьких похожие, да, потому что фотография черно-белая, конечно, связана вот как раз с этим ощущением и радостью людей перед тем, что кто-то о них напишет. Как говорил Пришвин, я впустил Дальний Восток в большую культуру России и обрел еще и собственное место. Ну и, наконец, лучшее путешествие, пишет писатель, это встречи с морем в одиночестве среди пустынных гор и дико распавшихся скал. У края земли, возле белого кружева соленой воды, среди ракушек, морских звезд и ежей и сюрпризов моря человеческого, он увидел очень много пустых бочонков лавы. На твердой земле тут лучше всего. Тут вся трагедия мира, тут все, и в этом огромном я тоже живу. Ну вот, собственно, следует сказать, что Пришвин поехал еще и не в целях знакомства только с природой и людьми, да, и вот с этим как бы началом маньчжурским, да, китайским и совсем другим, по особенностями чужой культуры, да, это укрупняется на фоне устойчивых представлений как раз своей культуры западной. Западная в Пришвине осознает себя на фоне восточного, а восточное деформируется, обрастая рудиментами западного мышления. Кроме того, это, конечно, была и серия поездок, я эту мысль уже высказала, повторю ее коллеги, продолжающая его знакомство с так называемыми лагерями, да, лагерями по принудительному формированию и перековки, да, новой человеческой личности с помощью в том числе строительного труда. Если Уралмаш произвел совершенно тяжелое впечатление в начале этого же, кстати, 1931 года на Пришвина, то нужно сказать, что Пришвин встретил такое же строительство и в Даль-Лаге.
На Дальнем Востоке тоже обнаруживаются уже все признаки террора налицо, в частности, насильственная организация новой жизни. Ну, вот это все цитаты у нас, да, в кавычках на слайде, это цитаты из дневника. Ссыльные работают в Приморской полосе на лесозаготовках. Это страх, который порождает немыслимые преступления. Начальники перестреляли своих жен как свидетельниц. Это фигуры доведенных до каннибализма беглых ссыльных. Пришвин видит сидящего на плоту и человека, который ел человеческую руку. Более того, становится вот эта уже жизнь в этих путешествиях для Пришвина, как это не страшно сказать, уже обыденной и даже привычной. Единственное, что вот я бы здесь не упустила замечание в комментариях Яны Гришиной, основного известнейшего комментария Пришвинского собрания сочинений и дневников. Она пишет о том, что все-таки человеческая острота, эмоциональная острота увиденного еще раз в дневниках навевает страх о собственном аресте. И возможность этого ареста представляется писателю вполне вероятной и выглядит буднично. Поэтому в данном случае вот эту остроту увиденного, в отличие от Урала, где этой компенсаторной функции не происходит, а на Дальнем Востоке Пришвин компенсирует как раз одной очень, описанной довольно подробно в пришвиноведении вещью. Это, конечно, миф о женьшене и о собирающих этот корень жизни китайцев. Пришвин потрясен вот как раз здесь дикой первозданной природой, в отличие от тех же Уральских гор, и воспевает вот это морловодческое пространство, да, оленей, оказывается в том мире, который полон для него жизнетворчества. Именно обращение к, собственно, символике корней жизни дает им ощущение того, что даже в самых насильственных местах, да, когда человек подневолен, все-таки не закрыт путь к гармонии. При этом немножко я отвлекусь, позвольте, коллеги, добавлю, что вот эта мысль пришвинская сформировалась именно в этот период, о том, что добровольный труд вынужденно освобождает человека, так скажем, да, добровольный труд освобождает, потому как человек, не руководствуясь и не имея никакой возможности выбора, как раз приобретает вот те границы свободы, о которых он мечтает в этой жизни до лагеря. Однако мысль, конечно, спорная, она полемическая, и полемика с самим собой, собственно, да, вот эта тяжелая рефлексия продолжается у писателя вплоть до последнего его романа «Сударева дорога», о котором я много говорила, в том числе на новосибирских конференциях, да, вот в этом году, в мае. И роман, как мы помним, так и не был опубликован при жизни писателя. Но все-таки, возвращаясь вот к этой компенсаторной функции, как бы, да, вот это единственная фотография в презентации, коллеги, которая не пришвинская. Это женьшень, это я так в качестве того, чтобы, как бы была иллюстрация к цитатам, да. Обратимся к самому названию повести. Заголовочный комплекс у нас здесь очень важен. Женьшень состоит из двух иероглифов. На слайде обратите внимание на них, да, где, собственно, собирательным названием является для всяких, подчеркну, любых целебных растений корней. Собственно, в буквальном переводе получается, это не столько растение лечебное, да, сколько человек в форме растения, который лечит. В европейское название, кстати, этого панакс женьшень восходит к слову панацея, которое, как известно, обозначает лекарство от всех болезней. Поэтому понятно, что Пришвину крайне было интересно изучить растения с такими исключительными свойствами, и все это обрастает у него мифологией, как понятно, как известно, да? Нужно сказать, что Пришвин в повести одноименной детально описывает строение этого корня. Цитирую: «Из лубка кедра был сделан небольшой ящик, в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу петрушку». Вот здесь очень важно, да, вот это сопоставление: русская петрушка, китайский женьшень. Я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы.
Отчетливо было видно, как на теле расходились ноги, руки были, шейка, на ней голова и даже коса была на голове, и мочнах, и ногах были похожи на длинные пальцы. Само вегетативное сопоставление, обращаю внимание, тоже имеет такой несколько имагологический привкус. Очень важно, что автор-повествователь максимально, конечно, приближен биографически к самому писателю и обнаруживает вот эту идею соединения какого-то рационального, эротического начала жизни, прежде всего, конечно, через образ Хуалу. Ну, это вещи известные, здесь мне не хотелось бы останавливаться, хотелось больше обращать внимание на стилистику параллельного фототекста. Опять перед нами фотография, сделанная Михаилом Михайловичем Пришвиным. Коллеги, видно у нас? Да-да. Олениху. И этот момент совершенно прямым образом перенесен в текст. Собственно, даже издание текста чаще всего, особенно если это книги для подростков, да, для подрастающего поколения, сопровождается иллюстрацией вот этой, которую, собственно, представляет из себя фотография Пришвиным сделанная. По тексту этот момент совершенно текстуально сопровождается, как будто это подпись под фотографией, да? То есть герой ловит впервые Хуалу как раз в виноградном шатре, вот он здесь перед нами, да, и восторгается прекрасными глазами Хуалу, представляя себе такие глаза то на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусухе. Нужно сказать, что вот эти фотографические тексты, конечно, являются такими лесами, параллельным текстом, да, как бы вторым пространством, второй реальностью, которая помогает понять особенность и уникальность дальневосточного текста Пришвина. Нужно сказать, что путем экологического овладения этим миром у нас и герой пришвинской повести «Женьшень», да и, собственно, сам писатель каким-то образом избывает вот это чужеродно-насильственное представление об этом фронтирном первоначальном мире. Несомненно, в этом помогает ему особый образ китайца Лувена, который занимает в повести немаловажное место. Ну вот, к сожалению, коллеги, может быть, кто-то поделится, если эта информация вот у нас есть об уважаемых коллегах из Амурского государственного университета, но я фотографий не нашла прототипа того китайца, который стал у нас прототипом образа Лувена. Хотя известно, что Пришвин использовал факты биографии Ювен Юна, с которым он встретился во Владивостоке. У них очень много общего. Лувен, как и Ювен Юн, заботился о родных и близких, которые остались на родине. Он посылает в Шанхай деньги на содержание детей брата, потому как семья их уничтожена и погибла от Большого мора. И правдивно и показывает, и рассказывает историю старого морщинистого бедного китайца, который, конечно, архетипически выступает в образе старца, мудрого старца. Нужно сказать, что в этом плане Пришвин заканчивает повесть смертью Лувена. На самом деле Ювен Юн, как пишут комментаторы, да, все-таки к тому времени, хоть и был очень стар, но не закончил отрезок своего земного бытия. Однако, очевидно, вот этот поворот сюжета Пришвину необходим, ну, чтобы точечно подчеркнуть, да, таким аккордным, финальным образом мысль о том, что дело Лувена продолжено, потому как герой в конце повести Женьшень посещает могилу Лувена и даже приносит тот женьшень, который он добывает после посещения могилы, без причем проводника, один, самостоятельно, двигаясь по уже проложенному пути. И, конечно, вот потенцируя вот этот принцип родственного внимания. Я заканчиваю, коллеги, заканчиваю тем, что, собственно, вот этот дуализм западного и восточного первоначальный, это дуализм противоположных убеждений приходит в итоге к примирительному разрешению. Оно достигается в результате нравственной работы главного героя. Приобщившись к миросозерцанию Лувена, герой возвращается к той форме мышления, для которого нет жесткого противопоставления между
мирами, между двумя разными ментальностями. Индивидуум и вот эта природная наблюдательность восточная имеют общую прародину для Пришвина. Это некое космическое пространство, по отношению к которому люди, животные, растения проникнуты вот этой родственной связью. Поэтому, собственно, топоним Арсея, так говорит, собственно, не о России Лувен, а говорит о своей родине. Очень звуковым фонетическим образом напоминает как раз Россию или Россию Пришвина. И хотела бы я закончить, собственно, цитатой исследователя китайской культуры Мамонтова, который говорит о том, что как раз-таки сама повесть Пришвина, пожалуй, близка и воплощает вот этот тип мышления восточного человека. Потому что для восточного человека, цитирую, в отличие от европейца, характерна большая интроверсия, сосредоточенность на самом себе, собственной внутренней жизни, меньшая склонность к восприятию противоположностей, которые нередко не есть противоположности. Это большая вера в совершенство и гармонию окружающей Вселенной. Отсюда ориентация не на преобразование этой Вселенной, а на приспособление к некому космическому ритму. В связи с этим само существование вот такое деривационное, коллеги, это последний слайд, корпусов дальневосточного текста Пришвина, которые совершенно вот в такой дивергентной связи находятся между собой, да, резонно. Это и художественные тексты, это очерковые травелоги, да, это путевые записки, это дневниковые записи, это фотографические тексты, которые, конечно, требуют еще и дальнейшего отдельного изучения. Все это как раз позволяет сказать, что вот эти многочисленные пути были для Пришвина вхождение и постижение чужой культуры, в которой все-таки он прежде всего обживал себя как и принимал эту культуру как свое чужое. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Готова Елена ответить Анатольевна. на вопросы. Да, может быть, есть вопросы, пожалуйста. Вопросов нет, но в любом случае было очень интересно, Елена Анатольевна. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо. Следующий доклад Елены Владимировны Капинос. Китай и Дальний Восток в стихотворном сборнике «Зрачки весен». Ольга Петровская, Владимир Силов. Дорогие коллеги, рада вас приветствовать. Я буду говорить о Ольге Петровской и Владимире Силове, дальневосточных учениках Третьякова и Асеева, их младших современниках и об их совместной книге «Зрачки весен». Я надеюсь, вы видите презентацию и первый слайд. Вот с их портретами у вас на экране. Владимир Силов родился в Петербурге. Что касается биографии этих поэтов, я скажу очень кратко и опираясь на сведения, которые были разысканы Александром Львовичем Соболевым. Сведения эти довольно обрывочны, и вот то, что ему удалось найти. Владимир Силов родился в Петербурге, Петровская, предположительно, на Дальнем Востоке, в Чите. Он, или, возможно, они оба учились между 19 и 22 годами в Институте народного образования и занимались в историко-литературном кружке Азадовского. Оба входили в дальневосточную литературную группу творчества вместе с Асеевым, Третьяковым, Незнамовым и художником Пальмовым, печатались в футуристических альманахах, в журналах «Юни творчества», в Дальневосточном телеграфе и Харбинской газете «Россия». Ольга Петровская в 2020 году печатает в Харбине книгу «Крылья взмахнувшие». В 2021 была издана книга «Зрачки весен», куда вошли стихи Петровской и Силова. Кроме поэтического союза, Петровскую и Силова объединял союз супружеский. В 2022 году из Читы в Москву уезжает Асеев, а через некоторое время, быстро погружаясь в московский контекст, он вызывает к себе всю группу творчества
и они едут в Москву по приглашению Луначарского с рекомендательными письмами от Азадовского, намереваясь поступить в университет. Прямо в день приезда Силова и Петровской в Москву их знакомит, Асеев знакомит их с Маяковским. Некоторое время они живут в квартире Асеева, а затем, куда часто заходит Пастернак с женой, а затем перебираются в квартиру Бриков, поскольку хозяева в Берлине. Ольга Петровская поступает в Высший литературно-художественный институт, выдержав собеседование с возглавлявшим его Брюсовым. На экзамене они в 2 голоса читают стихотворение Пастернака и расстаются очень довольные друг другом. Осенью 22 года в ГИЗе должна была выйти книжка стихов Петровской, которая должна была называться «Петроль», но Асеев предложил пропустить вперед книжку Незнамова, который в это время очень голодал, и в результате Незнамов вышел, а Петровская нет. Около того же времени она поступает на работу в Пролеткульт литинструктором, переводит с английского, пишет пьесы и скетчи для клубов. Силов тем временем занят составлением библиографии Хлебникова, которая была напечатана в 1926 году в приложении к Хлебниковскому сборнику «Настоящее». Среди главных их знакомств середины 20-х годов встреча с Эйзенштейном, который, немедленно увидев Петровскую, позвал ее принять участие в своем фильме «Стачка». И вот Соболев сканировал несколько кадров из этого фильма, который вы видите на экране вверху. Это как раз кадр из фильма Эйзенштейна с Ольгой Петровской. В эти годы они живут на Арбате, недалеко от Пастернака, и он часто заходит к ним в гости, пользуется библиотекой Силова, которую Силов успел буквально за год-полтора собрать в Москве. Прекрасная библиотека. Он в это время работает консультантом в Совкино, публикуется в Лефе, в Новом Лефе, а в 1925 году у них рождается сын, которому достается коляска от Пастернаков. Они ездят на дачу к Пастернакам, гуляют там, среди сосен читают стихи. А в 30-м году, в январе 30-го года, в начале, сыну их нет и 5 лет, Силова арестовывают по обвинению в шпионаже и через месяц расстреливают в феврале 30-го года. Осталось письмо Пастернака отцу, в котором он пишет, какое впечатление произвел на него расстрел Силова. Вот тебе пример, как я живу. Знал я одного человека с женой и ребенком, прекрасного, образованного, способного в высшей степени и в лучшем смысле слова передового. Возрастом он был мальчик против меня. Мы часто с ним встречались между 24 и 26 годами. По роду своей деятельности он был лектором по истории и теории литературы в Пролеткульте и в нескольких рабочих клубах. Главное же, по чистоте своих убеждений, по своим нравственным качествам, он был, пожалуй, единственный при моих обширных знакомствах, кто воплощал для меня живой укор в том, что я не как он марксист и т.д. и т.д. В последнее время я мало с кем встречалась. Недавно я случайно с месячным запозданием узнал, что он погиб от той же болезни, что и муж покойной Лизы. После всего вышеизложенного ты поймешь, как ужасен был этот случай. Ему было 28 лет, он вел дневник, и дневник не обывателя, а приверженца революции. Слишком много думал, что ведет иногда к менингиту в этой форме. Когда, узнав это все, я пошел к его жене, с которой был в одно время в большой дружбе. У нее уже зарубцевался шрам через всю руку. Ее первая попытка выброситься из комнаты на улицу. Ее удержали, она только успела разбить стекло и сильно себя поранила. Это письмо от 26 марта 30 года. Когда он пишет, что умер от той же болезни, что и муж покойной Лизы, это Эзопов язык, он говорит о Елизавете Газиансон, муж, который был расстрелян в 18 году. После расстрела мужа Ольга Петровская уезжает в Петербург, где по рекомендации Азадовского поступает на работу в Пушкинский дом, работает в секторе фольклора и занимается переводом марийских и удмуртских песен и сказок. По некоторым сведениям, она не оставляет переводов с английского, но ее архив не сохранился, переводы эти не напечатаны, и, возможно, здесь что-то можно разыскать, но это будет очень трудно.
В 70-х, 80-х годах она публикует 3 мемуарных очерка, выступает составителем и соавтором книги «Воспоминания об Асееве», и в 1988 году умирает. Теперь о книге «Зрачки весен». Вот вы видите ее обложку на экране. Обложка выглядит вот так. Книга эта делится на 2 части, она двойная. Первая часть — стихи Ольги Петровской, вторая — Владимира Силова. Книжка совсем небольшая, 30 страниц. Это почти такой вот, почти таких 2 лирических цикла, которые как бы сошли со страниц журнала. Причем стихов Петровской всего 8, стихов Силова в 2 раза больше, 15, и 3 из этих стихотворений двойчатка. Первая и вторая часть очень похожи по стилю письма, оба поэтотехничны, ориентированы на свободные ритмы и сложные рифмы. 2 части объединяют общие мотивы взгляда, весен, весны, колосьев, музыки, времени, книги. И также книгу объединяют обе части общие ключевые слова. В композиционном плане важно и то, что, начиная со стихотворений Петровской, книга завершается стихотворением Силова, ей посвященным. Но, конечно, хотя поэтическая техника молодых поэтов подражательна, каждый из них имеет свой индивидуальный стиль. Книга издана в Фудзидзян, это небольшой городок около Харбина, город-спутник Харбина, или даже, как некоторые называли его, район, такой же, как Мадзигоу. Авторы юные: Ольге Петровской всего 19 лет, Владимиру Силову 20. И кроме того, в книгу вошли не только стихи 21 года, но и написанные ранее. Владение футуристической техникой позволяет видеть талант поэтов и понять то, что авторы многому научились, будучи членами группы творчества. Главное достоинство этих стихов — энергетика. Они выглядят слегка, может быть, пародийно, потому что концентрированно представляют все исполненные молодыми поэтами заветы футуризма. Но искренность и энергия, с которой пишутся эти стихи, не может не подкупать и не выказывать потенциала авторов. Бегло покажу эти тексты. Вот первое стихотворение, открывающее книгу. «Не взлететь тревоги в зрачки те, где завтра лелеют ресницы, чтоб можно всем, прочтите, сиянный шаг на страницах. Любовь краюха насущного хлеба, не нам кровавый меч нести, ах, выхватить счастье где бы, оставить радость вечности. Нежными первыми скрипками войдем в бунт оркестра мира, смычки новейших улыбок, в борьбе наших песен рапиры. И скоро-скоро скажут немыслимых слов апостолы, угнали косматого сна жуть, любить легко и просто их». Здесь собраны практически все мотивы, которые будут звучать в книге далее, и они традиционны для футуризма. Движение, радость, улыбки, утро, юность, счастье, музыка, песни, стихи, борьба, кровь, оружие, любовь и так далее. Им сопутствуют столь же традиционные образы сияния, солнца и глаза, вторящие заглавию, зрачки, создают ощущение, что книга в первых 2 строчках, да, где завтра лелеют ресницы, создает ощущение, что книга на первой ее странице открывает глаза. Это книга-автопортрет 2 ее авторов и книга портретов и пейзажей. Она начинается с утра, завтра лелеют ресницы, с мысли о будущем. Это тоже характерная футуристическая тема. Все мотивы и образы довольно интересно будут развиваться в других текстах. Надо сказать, что круг мотивов Петровской и Силова тоже очень ограничен. И в этом они повторяют книгу Третьякова, где тоже задан довольно узкий круг ключевых мотивов. У молодых авторов это главным образом общефутуристические мотивы, но они очень многообразно варьируются. От этого книга и цикл становятся подобием технического упражнения в словотворчестве, в геометрии стиха. Самое интересное здесь, как вы видите, рифмы. Они все до одной ассонансные, много составных, слова и образы распадаются и собираются в новые. Зрачки те прочтите, апостолы просто их скажут, жуть хлеба где бы и прочее. Во всей книге вы не найдете ни одной банальной рифмы. Это повышенная техничность, своего рода перебор. Она выдает старание авторов освоить досконально футуристическую поэтику. Внутри стихов есть повторы, но такие изысканные повторы, изысканная аллитерация, ассонансы, вплоть до таких звуковых зеркал, как «ах, выхватить».
Это дольник, в котором четырехикный, в котором единственный случай столкновения двух ударений приходится на строчку о бунте оркестра. «Войдем в бунт». Вот два ударения, «войдем в бунт». А последняя строчка, имбическая, она завершается утверждением гармонии. Любить легко и просто их, и дольник как бы выравнивается. Свободный дольник выпрямляется, превращается в ямб. Кроме радости любви, здесь есть мотив хлеба, который будет развиваться и дальше темой полей, колосьев, ну и так далее. От стихотворения к стихотворению поэтика Петровская усложняется. И она исключительно ориентирована на Третьякова, вплоть до того, что она перенимает его темы. Иногда даже озаглавливает тексты его заглавиями. Так в одной из более поздних книг, не в этой, у Петровской есть стихотворение, которое называется «Аллегро», по аналогии с одноименным текстом Третьякова, вернее, заглавием части его книги «Железная пауза» 19 года «Трели Аллегро». Впрочем, это заимствованные темы и заглавия тоже чаще всего не только третьяковские, общефутуристические. И вот покажу еще один текст. «У жизни новой большеглазой, улыбки утреннее лицо умыто. Нам новый к солнцу путь указан, я знаю, скоро будем мы там. В людских миллионах только горсть нас, мы плавим сердце в кузнице. Так молодость и гордость освобождает узников. И я в бунта юни лучше снов их, заласканных веков когтями. Я знал новых, я вижу новь их, руками вожжи мира тянут. А небо вызвездим стихами, рассыпем смех огнями точек, чтоб голосами рассекали застывший камень черной ночи». Вот здесь те же абсолютно мотивы, что и в первом тексте, плюс новые футуристические штампы: сердце, кузница, солнце, новь, июнь, неологизм, название журнала, где они печатаются, и тот же самый ритм. И тоже интересные рифмы: умытом мы там, большеглазый указан, горсть нас, гордость когтями тянут. Смысловая такая рифма. А вот этот повтор, о которых я говорила: я знал новых, и я вижу новь их. И есть один мотив, который проходит очень интересно через все стихотворение. Интенсивная работа со словом, которая сказывается в ритме и рифме, как бы подчеркнута мотивом пластики, пластичности. Мы плавим сердце узников, ассоциирующиеся с узами, заласканных веков когтями, это пластика хищника, рассекали застывший камень. Дальше эта пластическая хищная тема будет эффектно развиваться в книге, а начало она берет у Третьякова в стихотворениях из «Железной паузы», которая вышла 1,5 годами раньше «Зрачков и весен». Одно с героиней кошкой, вы видите его на слайде, я не буду читать, сбежавшая от героя, вы в темноте читаете, как кошка. А другое — это вообще самое загадочное стихотворение книги Третьякова «Железная пауза». Я о нем писала, где кошка не фигурирует, но там фигурируют таинственные золотистые хохотно-теплые звери, которых губами, зубами, руками целуют нахалы. Это воплощение одновременно женственного, манящего, и с другой стороны податливо звериного, метафора угроз звериного века, ласковой кровожадности времени, тревожных переживаний революции и военных зверств. Я уверена, что «Заласканных веков когтями» Петровская — это модифицированный образ таинственных зверей Третьякова. Кошачья тема продолжена в одном из самых интересных стихотворений первой части, посвященной Оксане Синяковой. Вы его видите на слайде. То есть Ксении Михайловне Синяковой, музе русских футуристов, жене Асеева, которой посвящены многие стихи Асеева, в том числе и «Закосы ее золотые, за плечи ее молодые». И многие стихи, и у Вельмира Хлебникова 5-я часть поэмы «Синие оковы». И хотя стихотворение Асеева было написано позже, в 1926 году, но вся эта поэтика синяя, озерность, то стихотворение, которое я назвала, были другие, более ранние. И вся поэтика синяя, озерности, волос в отношении Оксаны Синяковой в 1921 году уже была проработана. Скажу, что много лет спустя, после смерти Асеева, Ксения Синякова стала музой большого художника Анатолия Зверева, который был намного младше ее и который безумно ревновал ее к мертвому поэту.
То есть не только образы, технику своих литературных учителей Асеева и Третьякова заимствуют и совершенствуют их ученики, но и даже адресаты стихотворений Петровской и Силова становятся адресатами адресаты стихотворений Асеева и Третьякова становятся адресатами стихотворений Петровской и Силовой. Во второй части книги у Силова есть текст, посвященный жене Третьякова Ольге Викторовне Гомолецкой. Так что перед нами не просто портреты друзей, а прежде всего литературные эксперименты, пробы дать свою вариацию на тему предмета вдохновения самых старших поэтов. Само посвящение — это, конечно, неотъемлемая часть текста. Имя Оксаны Синяковой становится основой для создания словесной и образной игры этого текста. И эта игра совершенно в том же роде, что и игра в заглавии книги, несостоявшейся книги Петровской «Петроль», где синий-зеленый цвет образован аббревиатурой имени и фамилии Петровская Ольга. Оксана здесь превращается в око, а Синякова в синий. Это женский портрет сквозь дальневосточный пейзаж с экзотической кошкой и змеей. И не только кошки и прочие хищники, но и змеи, любимые персонажи Третьяковой. Итак, вот это стихотворение. «Гляжу на жгут, свитый в винт умелый, волос колосьев спелых. Зимой чужой недолгой, у талых льдин Китаевы показали мне поле ржаного, забытое душное пламя. В сердце колючий льдин китает, слышу скользящие шелесты ветра, в день шалостный шепотный гамный. Змеиной толпой золотою плывут, изгибаясь к эмалевым синим глазам, эмаль бирюзовая, недвижных застывших озер, кошки сиамской, молчащие взоры тянут, зовут, иду на недвижные зовы я». Черты облика героини, волосы, глаза одновременно являются и чертами китайского пейзажа, в центре которого синие его оттенки. Это и льдинки, и синие глаза, и застывшие озера. Посмотрите опять, какая концентрация же не рифм сложных, а образов. И застывшие озера, и синеглазая сиамская кошка, и бирюзовая эмаль, и неназванное небо, по которому змеиной толпою золотую плывут, изгибаясь, неназванные, опять-таки, облака, которые отражаются в воде озера, а ветер, который гонит облака, колышет воду, превращая ее в золотую рябь. И поэтому как бы голубые там облака, надо думать, мы видим как золотую рябь. И вот второй цвет этого пейзажа — золотой горящий, душное пламя ржаного поля, золотые яркие цвета Китая и Востока вообще. Здесь мотив пластичности, заданный в самых первых стихотворениях книги, получает свое, наверное, самое сильное воплощение. Между Читой и Харбином не было такой твердой границы, как впоследствии, поэтому они живут все в Чите. Здесь мотив пластичности, заданный в самых первых стихотворениях книги, получает свое, наверное, самое сильное выражение. Прежде всего обращает на себя внимание то, что шелесты ветра, изгибы волн, озера, пламени переданы неровным дольником, стихами разной длины. В них 1, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 8, 4, 8, 2, 3, 4, 5 ударений. И очень насыщенными ассонансами, связанными с цепями рифм, как в случае бирюзовая, застывших озер, взоры зовут, зовы я. Это такие же извивы звуков, змеящееся звучание. Что касается длины стихов, которая все время колеблется и, начинаясь от одного ударения, достигает 7-8 в кульминации, то та же техника характерна для Третьякова. Для примера приведу стихотворение «Ковер» Третьякова из «Железной паузы». В нем, наоборот, от длинных стихов все постепенно сходит к одному ударению, изгибом стихов вторит тот же мотив змеи, что и у Петровской стихотворение изображает сегмент коврового узора, текущего от краев к центру, ну или наоборот, от центра к краям. Стихотворение так и называется «Ковер». Стекаются змеиные линии, поют панихиду по-красному, сточились зубцы у зигзагов, нет вымпелов больше и флагов. Над грустными змейками горести наплывы оранжевой совести стекаются ближе, чтоб встретиться, и еще центр, и взрыв жемчужных буйных цитр, и взрыв гранаты солнечного дня, и взлет жемчужной стайки воробьев, и взлет волнообразного орла, и центр. Это 2014 года стихотворение. Если сравнивать Петровскую и Третьякова, то можно видеть, что его стихотворение гораздо более плавное, менее амплитудное в длине стихов, более свободное,
тогда как законосообразным текстом Петровской чувствуется все-таки ее любимый четырехиктный дольник, и по паузам видно, что она зачастую просто, чтобы получить длинную строку, соединяет вместе по две четырехиктных строки. Ну и теперь кратко про вторую часть, про Владимира Силова. Она больше, но вот, к сожалению, время меньше. Вот первое стихотворение второй части, написанное Силовым. «Мир, на обрюзгшем затылке которого в складках гнездится гнев веков, разинул глаз застывшее слово и темное жерло зрачков. Темнеет кровью пастбищ зелень, и город в закатном потопе ал, в гримасах дыма, кегли кельна, ядра жрут за кварталом квартал. Земля, как еж, угрозно ощерилась, иглы штыки, и только в щелях злобно ежился уют квартир. И когда надо всем обрушился топот бесчисленных ног над мировой ратушею, вспухнувшей тушею нового знамени взвился клок. Революции льются волны, кто берега сбережет от них, кто в граниты оденет весны, солнце завесив желтеющий лик». Об этом тексте можно сказать все то же самое, что о стихотворениях Петровской. У Силова тоже нет ни одной простой рифмы, обилие составных, особенно замечательно ассонанс, зелень, кегли, кельна, ну или кёльна. Тут есть и на е, да, зелень, и дальше идет все на ё, там еж и так далее, ежится. Но его стихи более абстрактные, отвлеченные, урбанистические. Он пытается создавать загадочные таинственные образы в духе Хлебникова, но все равно основной массив его текста, все тот же концептуальный футуризм, может быть только более агрессивно-мужественный, нежели у Петровской, с обилием оружия, крови. Если у Силова встречаются пейзажи, то это пейзажи морские, океанские, в духе Асеева, с эпитетами пены, инея и прочее. Но в основном пейзажи урбанистический. Город — это фон почти любого его стихотворения. Масштабность пространства задается беспрестанно употребляющимися словами «мир», «вселенная», «миллион», «бог» и разными всеобъемлющими метафорами. Мир как человек, земля как еж, мир как ратуша и прочее. Все это в одном стихотворении. Кроме рифм, внимание останавливают ритмические приемчики. К примеру, в третьей строфе четные стихи «иглы, штыки» и «уют квартир» представляются ритмическими перевертышами. Иглы, штыки — это ударный, безударный, ударный, безударный. Две стопы хорея, уют квартир, наоборот, две стопы ямба. Это такое ритмическое зеркало внутри строфы. Все строфы четверостишие с перекрестной рифмовкой, но в предпоследнюю добавлен один стих в рифму к первому и третьему — «вспухшие туши». Вот еще одно небольшое стихотворение. «Изо дня в день наши оконцы вывеска солнца ярче, сильней. На тонких спичках хрупких рей порву листки календарей. Мы нарумянили щеки городу, облив тротуары кровью и, стиснув дыхание к голоду, сменили подвалы на кровле». Отдельные строфы этого строфоиды этого стихотворения, они как отдельные картины, то есть стихотворение одно, но здесь как будто их три. Стихотворение тоже в духе отрывочного такого урбанистического футуризма, настолько, что солнце представляется городской вывеской, время календарем, а город олицетворен и человечен, превращен в человека с румянцем, румянец, кровь, пролитая революцией и войной. Лужи, кляксы и моря крови — это образы, почерпнутые у Третьякова. Кроме того, у Маяковского и Третьякова Силов, как, впрочем, и Петровская, берут религиозную тему. Она приходится очень кстати для текстов, утверждающих новые ценности. Низ меняется местом с верхом. Этому сопутствует то появление апостолов, это словечко Маяковского, то многочисленные сравнения Бога с человеком, лирическим героем и тому подобное. Типа «это я, лилипут, великана целую», это про Бога. И стихотворение другого Силова «Символ веры». В центре второй части книги стихи, посвященные поэтам Бурлюку, Асееву, Несмелову и Третьякову. Очень удачным и многократно воспроизводящимся в разных изданиях, ну не многократно, но тем не менее его чаще всего воспроизводят, является стихотворение, посвященное Асееву. Оно стоит отдельного разговора, но я просто покажу его на слайде. В финале второй части книги
сразу несколько женских портретов. Сначала стихотворение, посвященное улыбке Ольги Викторовны Гомолецкой, жены Третьякова. Я уже упоминала это стихотворение. Конечно, портреты Ольги Гомолецкой, ее улыбки — это тема железной паузы. И, наконец, почти завершает книгу 3 лирических стихотворения, посвященные тебе. Все 4 буквы заглавные. Они названы опусами, опус 5 и опус 7. Причем опус 7 — это двойчатка, стихотворение из 2 частей. Конечно, «ты» заглавными буквами указывает на автора первой книги, Ольгу Петровскую. Ее имя звучит в финале стихотворения, удваиваясь именем Ольги Гомолецкой, и читатель таким образом возвращается к началу книги, потому что начало книги — это часть Ольги Петровской. Кстати, книга начинается Петровской с описания глаз и со слова «зрачки», как вы помните. Из заглавия берется эта тема, да, «Зрачки весен». И первые 2 строчки первого стихотворения «Не влезь тревоги в зрачки те». И, как вы помните, в дальнейшем этот мотив, я уже говорила, проходит через обе части книги. Вторая часть Владимира Силова, начинается тоже со зрачков, это глаза мира. Разинул глаз застывшее око и темные жерла зрачков. В финальном портрете Петровской глаз тоже ключевой образ. Глаза оазис с пальмами ресниц, мое лицо, как камень брошенный, лепечет ветер с губ, усни, и гонит память прочь волну лет. Камень, брошенный в лицо герою, это, конечно, камень словесный, стихотворный. И брошен он был в начале книги, в 3-м стихотворении Петровской, которое я показывала. Вот это. Значит, а небо вызвездим стихами, рассыпем смех огнями точек, чтобы голосами растекали застывший камень черной ночи. Вот так между 2-й и 1-й частью книги перебрасываются как мяч из рук в руки одни и те же темы, слова, зачастую в одном ритме. И завершается книга одним из самых удачных стихотворений Силова этого периода. Стихотворение называется «До новой зари». Мы звезды весен притащим на рынок, мы звезды и весны потащим на рынок, потащим сквозь гвалт и давку и бросим за тусклый полтинник к антиквару в лавку. В душах оплеванных, наглых и сильных есть алтари, и на них затеплим лампады к вечерне до новой зари. Но его заглавие повторяется так немудренно в последней строфой «До новой зари», но само и закольцовывается таким образом стихотворение. Но само стихотворение закольцовывается с 1-м стихотворением книги, со стихотворением Петровской, где тоже речь идет о завтра лелеют ресницы. Но это стихотворение «До новой зари» — это стихотворение, которое рассказывает на самом деле не о утре, а о вечере. Тут речь идет о звездах. Ну, понятно, что у Петровской тоже речь идет о звездах, потому что мы знаем, что плевочки, мы знаем, что вечер со звездами, чего стоит только вот здесь слово «оплеван», мы знаем, что плевочки звезды кто-то называет жемчужинами из поэзии Маяковского. Ну и начинается книга с улыбки утренней. Таким образом, перед нами книга «День», как начатая утром и законченная вечером, как фильмы Дзиги Вертова. День, прошедший с утра до вечера, и новая заря, и в этот день вписаны все, там война, революция, любовь, и, конечно, с футуристическим акцентом на будущее, до новой зари, где завтра лелеют ресницы. Вот все. Если вопросы есть. Простите, Спасибо, если я Елена. времени Нет, перебрала. все просто идеально. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы. С удовольствием отвечу. Елена Владимировна, можно у меня совершенно дилетантский вопрос интересующегося? А Петровская состоит в какой-нибудь связи родственной или однофамилицы Нине Петровской известной, которая в Брюсова стреляла, и там огненный ангел и все дела были, если помните? Или это вообще далеко?
Ну, вы знаете, я никогда не встречала, я много читала про Нину Петровскую, но никогда не встречала вот этого. Потом происходила, как считает Соболев, происходила Ольга Петровская именно с Дальнего Востока. Детство ее прошло в Чите и юность, так что, возможно, это однофамильцы, но не знаю. То есть это все очень прихотливо. Может, вообще про Силову и Петровскую очень мало известно, в том числе и биографического материала очень мало. И, возможно, мы когда-нибудь какую-нибудь такую связь будет прослежена. Но пока вот я не знаю, не встречала ни в литературе про Нину Петровскую, ни в скудных биографических сведениях про Ольгу. Я такого не встречала, к сожалению. Спасибо. Ну или нет, к сожалению, не знаю. Еще вопрос, пожалуйста, если есть. Спасибо, Елена Владимировна, Спасибо. за очень интересный анализ и доклад. Следующий наш докладчик Анна Александровна Богодерова. Анна Александровна, вы здесь? Да, здравствуйте. Добрый день. Я буду загрузить презентацию. Так, открою приложение, да, и презентация. Что-то он не грузит презентацию. Какие-то у меня проблемы возникли, хотя она, в общем, важна. Анна, посмотрите, кнопочка «Поделиться» у вас есть? Какая? Наверху, где камера, звук, там кнопка «Поделиться» со стрелочкой. Нет, такого я не вижу. Ну, ладно, тогда придется обойтись без презентации, хотя она очень бы здесь пригодилась для того, чтобы показать все эти материалы. Так, ну, давайте тогда я начну все равно рассказ о Элизаре Магарами и его серии альманахов и образе Китая в них. Для начала необходимо сказать о самом авторе и редакторе этих альманахов. Элизар Евельевич Магарам был прозаиком, журналистом, редактором и издателем. Он покинул Российскую империю после антикоммунистического чехословацкого мятежа в 1918 году. Сам он при этом являлся, очевидно, сторонником коммунистической идеологии, потому что на тот момент он был секретарем в газете «Знамя революции». Он вынужден был переехать в Китай. После этого после переезда он жил и работал в Харбине, затем в Шанхае. В Шанхае он издавал газеты, сотрудничал с берлинскими издательствами. И на начало 20-х годов он был убежден, что русская литература сделала недостаточно для того, чтобы постичь непонятную душу великого китайского народа. По его словам, это было особенно необходимо в тот момент, потому что русский Дальний Восток переживал трагедию, в которой, кто знает, может быть, Китаю суждено было сыграть видную роль. С 20 по 23 год Элизар Магарам выпускал в Шанхае литературно-художественный альманах «Дальний Восток», «Желтый лик» и «Китай», содержащие прозаические, поэтические и публицистические произведения Китая. Сборники представляли собой образ страны для русских читателей, знакомили их с китайской культурой в целом, искусством и повседневной жизнью. Другими тематическими направлениями были жизнь и быт разных слоев китайского большого города, любовная, философская и пейзажная лирика, история Китая и его современное экономическое, политическое и международное положение. Планировался еще 4-й том альманаха с произведениями о жизни собственной культурной группы русских эмигрантов в Шанхае. Однако выпуск альманаха прекратился, и план остался нереализованным. Жанр опубликованных произведений, согласно определениям самих авторов, это очерки, глава из романа, сказки, кинодрама, публицистические и научно-популярные статьи, а также лирические стихотворения и песни. В альманахе не было строгого деления на рубрики. В начале каждого выпуска помещались рассказы и очерки самого редактора, серия «Желтый лик». Впоследствии издавалась отдельно. Магарам также активно публиковал свои переводы сказок и оригинальное произведение под псевдонимами Илья Евельевич, Антуфьев, Буянов. Помимо него в круг авторов входили также известные лица: Мария Моравская, Михаил Щербаков, Петревет Федоров. И те, о ком сведений мало и вообще нет: Петр Черкес, Юрий Викторов, Ганна М.
Качество некоторых стихотворений таково, что сам Магарам делает под ними ремарку. Мы слагаем с себя ответственность за его слог. Следует также отметить заметное количество переводных и компилятивных статей и переводных художественных текстов. Остановимся подробнее на источниках материалов для альманаха. Магараму удалось создать разностороннюю картину благодаря отбору произведений разных эпох и культур. Можно выделить следующие группы. Во-первых, группа, которую можно назвать «Китай, изображающий сам себя». Это переводы и переложения классической китайской поэзии и прозы, пересказ сюжетов драматургии и фольклора. Здесь требуется оговорка о том, что на самом деле часть этих произведений – взгляд на Китай через призму французской культуры. Это перевод не напрямую с китайского, а с переводов и переложений, выполненных французскими синологами. Ну и любой специалист по переводу, конечно, скажет здесь, что при таком роде работы часть смысла, причем большая часть, она неизбежно теряется. Например, сказки, которые Магарам опубликовал под псевдонимом Нарымский, серия эта называлась «Блуждающие души», была потом издана отдельно, переведена не с китайского языка, а с французского по двуязычному сборнику синолога-иезуита Леона Випера. Вторая группа текстов – это компиляции и переводы французских статей о Китае. Естественно, они подписаны именами русских журналистов, но все честно, есть ссылка на французские источники, откуда взят материал. Тематика, недоступная анализу русских журналистов, касалась китайской культуры и истории. Когда русский журналист сам брался писать по своему опыту свои рассуждения о китайской культуре, его интересовали абсолютно другие вещи и в другом аспекте. Представлены труды Поля Донжуа, Вердлея, Котье, Корнаби и некоторых других исследователей. Третья группа – это Китай глазами шанхайских эмигрантов, произведения, передающие непосредственное впечатление от окружающей действительности. Здесь у нас лирика Черкеза, проза Магарама, публицистика Василия Темного, содержащие между собой множество перекличек. Четвертая группа – это поэты, на момент создания текстов, не жившие в Китае, не видевшие его воочию. Михаил Щербаков и Мария Моравская. Их произведения значительно отличаются от прочих и по содержанию, и по качеству. Ну и можно выделить еще и пятую группу. Это материалы, представляющие собой компиляции трудов русских дореволюционных китаеведов Путяты и Георгиевского. Принцип разнообразия синтеза искусств наблюдался при отборе иллюстраций к альманаху. Здесь и, собственно, китайская графика, и творчество русских художников, и документальные фото. Графические материалы тематически соотносятся с содержанием литературных и научно-популярных текстов. Ну вот здесь, конечно, вот здесь бы и пригодилась эта презентация, но я не могу сейчас ее показать. Так. Ладно, тогда без нее. Значит, графические материалы тематически соотносятся с содержанием литературных и научно-популярных текстов. Так, китайская миниатюра «Две сестры» соседствует с текстом о двух сестрах. Так и называется сказка «Две сестры». Фотографии шанхайских улиц перекликаются с главными очерками, с главными мотивами и образами очерков и рассказов. Кроме того, есть еще виньетки, которые также акцентируют те образы, которые наиболее важны для Магарама. Например, виньетка со смеющимся Буддой, с каменным львом, с китайцем, переносящим тяжелые грузы. Далее рассмотрим тот вклад в общий образ Китая, который вносит каждая группа, и попытаемся провести некоторые параллели. Начнем с образа Китая у тех, кто в Китае не жил. Первое такое стихотворение – это «Чужие горы» Марии Моравской. Действительно ли оно о Китае? По имеющимся сведениям, поэтесса Мария Моравская не жила в Китае. Она мигрировала из России в Японию, а оттуда в Америку. Ее стихотворение о неизвестных горах и ночном преображении пейзажа имеет нарочито неопределенную биографию. Изображенный пейзаж может вызвать С этого момента. Речь шла о иллюстративном материале, ну, видимо, придется без него как-то обойтись. В крайнем случае, я могу потом после доклада показать фотографии того материала, частично, который был в презентации. Если я запущу камеру, это потом можно будет сделать. Тогда давайте продолжим говорить о произведениях, которые содержались в альманахах, и рассмотрим вклад вот этих разных групп. Значит, у нас есть разные группы источников, которыми пользовался Магарам для составления своих альманахов.
Так, какие у нас здесь источники? Анна Ну, Александровна, да, ага. ну вот вы говорили о тех, кто не жил в Китае, да, и вот Да, тут ну, вот как раз у нас все прервалось. Мгм. мгм. Хорошо, начнем с этого, тогда продолжим с этого места. Те, кто не жил в Китае. Мария Моравская и до определенного момента Михаил Щербаков. Сначала стихотворение Марии Моравской «Чужие горы». Действительно ли оно о Китае? По имеющимся сведениям, поэтесса Мария Моравская не жила в Китае. Она мигрировала из России в Японию, а оттуда в Америку. Ее стихотворению о неизвестных горах и ночном преображении пейзажа, ее стихотворение о неизвестных горах и ночном преображении пейзажа имеет нарочито неопределенную географию. Изображенный пейзаж может вызывать скорее крымские ассоциации. Держи дерево, дачные крыши, плед. Однако, помещенное в контекст альманаха, это стихотворение уже напоминает о традиционном китайском живописном сюжете, о горах, наполовину скрытых туманом. Я озвучу это стихотворение. «Чужие горы. Я живу у невысоких гор, держи деревом поросших и бурьяном. К ним привык мой равнодушный взор, но лишь ночь затянет их туманом, все кажется причудливым и странным. Все вершины таинственнее и выше. Можно думать, что это Гималаи. И в сыром тумане я мечтаю, под луной на плоской дачной крыше, путаясь в шершавый плед. Этих стран я совсем не знаю, этих гор еще на карте нет». В стихотворении разворачивается оппозиция неизвестного и повседневного. Лирическая героиня выбирает поддаться впечатлению и оказаться в нездешнем мире, даже если это немного самообман. Ее подъем над всем привычным подчеркивается физическим подъемом в пространстве. Вначале она находится внизу подножия низких гор, потом смотрит с крыши на горы, преображенные туманом и ночью. Героиня в идеально удобной позиции совмещает комфорт низа, дачную крышу, и красоту верха, любование горами под луной. Именно здесь, в середине текста, появляется сравнение с Гималаем, особенно выделенное холостой ритм. Однако иллюзия развивается дальше. И в последней сцене перед нами абсолютно неизвестные горы и регионы. Именно в этой абсолютной новизне и неизвестности героиня находит наибольший комфорт и удовольствие. Добавим еще, что на самом деле Гималаи в это время официально даже не были частью Китая, но они ассоциируются с Азией и, значит, соответствуют тематике альманаха. Иначе подходит к китайской теме Михаил Щербаков с его стихотворениями «Царь и дракон» и «Женьшень». Они написаны во Владивостоке и в бухте Сидеми в 1921 году, еще до переезда Щербакова в Китай, хотя к этому времени его поездки по Юго-Восточной Азии уже состоялись. Стихотворение «Царь и дракон» с его густо сконцентрированными экзотическими деталями вызывает ассоциации с китайскими стихами Гумилева. Его центральный мотив – курение опиума. Главное событие – преображение пространства и встреча с мифической фигурой дракона. Лирического героя во время курения опиума посещает грозное величественное видение, божественный дракон Хай Лун Ван, олицетворяющий Китай. Стихотворение тоже не самое известное, и я тоже озвучу его целиком. «Я курил в желтом сердце Гонконга, и в курильне на тигровых шкурах, под звенящую жалобу гонга боги в тусклых витали фигурах. Но порой ум, пропитанный дымом, растворял двери тайных законов, и для смертного делался зримым Хайлон Ван, царь морей и драконов. Уши его, как паруса у пиратской джонки, пасть, как седьмые городские ворота, точно фаянсовые крыши на лапах перекорки, а крылья закрыли бы рисовое болото. Грива — роща бамбука в вихре тайфуна, лапы шире кумирин у горных склонов, зубы — черные рифы в пене буруна, и хвост длиной в 30 питонов. Глаза — кровавые фонари у храмов ночи, горе он вспенивает от края до края. Если смертный видел его воочию, не позабудет и умирая. И я знал, что лишь трубкой и дымом ограждаюсь от чар злого бога, ведь погибло искателей много, проникавших в безделье к незримым. Как можно заметить, портрет дракона составлен из узнаваемых примет китайского ландшафта: рисовое болото, кумирни, ворота, фонари. И таким образом замкнутое пространство опиумного притона расширяется до пространства всего Китая. Это изменение подчеркивается также сменой ритма стихотворения. Такая встреча с Китаем воспринимается как мистическое прозрение, проникновение в тайну. Однако в последнем четверостишье лирический герой отказывается дальше погружаться в таинственный мир. Опиум, который послужил ему проводником, становится также и защитой. Он помогает остаться пассивным наблюдателем и не приближаться к опасности. Встреча с Китаем безопасна только пока она воображаема, пока Китай остается поэтическим видением.
Если царь-дракон– это взгляд на Китай из Гонконга, то сонет Женьшень– обращение к более северному региону, к дальневосточному фронтиру с его мифологией. В основу стихотворения положена легенда о Женьшене, как таинственном корне жизни. Он дается в руки только достойным, и его добыча требует духовного совершенства. Место его поисков– экзотический ландшафт Дадяньшаня с мифической образностью. Духи гор и лесов, владыка тигр, час быка и так далее. Строго говоря, Дадяньшань – это также не китайская территория, это город Пржевальского в Уссурийском крае. Однако, как и со стихотворением Моравской, в контексте альманаха совершается превращение. Теперь это тоже часть Китая, как некого царства опасных духов и демонов. Не будем анализировать это стихотворение более подробно, к нему уже обращались многие исследователи. Скажу только вот одну интересную деталь. Хотя Женьшень так ассоциируется с Китаем, с китайской культурой, видимо, Магарам и его соратники из Шанхая имели другое мнение, потому что нигде больше в их рассказах, очерках, стихах, нигде больше на страницах альманаха, кроме вот этого стихотворения, Женьшень вообще не упоминается. Нет в Шанхае такой темы. Перейдем к двум другим большим направлениям в развитии образа Китая. Первое из них – это исторический Китай с его древней культурой, мифологией, философией и эстетикой. Он показан в первую очередь в представлении самих китайцев, через созданные ими драму, прозу, фольклор и поэзию классики. Кроме того, исторический Китай отражен во французских и русских очерках и научно-популярных статьях о живописи и культуре. Эта группа текстов охватывает широкую временную географическую протяженность. Время, отраженное в них от эпохи Тан до XVIII века. География включает в себя весь Китай. Здесь и Пекин, и разные города и городки, конечно, за исключением Шанхая и Харбина. По всем этим материалам вырисовывается следующий образ Китая. Китай – это очень развитая, очень регламентированная консервативная цивилизация. Все стороны ее жизни упорядочены, отрегулированы законом. Это страна, в которой есть не только крестьяне и ремесленники, но и суд и чиновничество, театральное общество, университеты с бакалаврами, изучающими классические произведения. Идея уважения к порядку и закону отчетливо видна в сюжетах сказок, где герои именно к суду и закону обращаются для решения всех затруднений, причем как в земных делах, так и в мире мертвых. Китай – это цивилизация, которая все кодифицирует и анализирует. Французские исследователи неоднократно прибегают к сравнению китайского взгляда на мир с каллиграфией. Любое явление, пейзаж, портрет может быть разложено на составные элементы. Как иероглиф разлагается на радикалы. В этом подходе заключается специфика китайского изобразительного искусства. И об этом в своей статье пишет Верлей. Еще одна черта Китая – способность к сложным и неочевидным решениям. В сюжетах сказок, легенд и драм есть место для интриги, хитрости и маневра. Умная тактика и ловкий блеф может больше, чем грубая сила. Например, в драме, в пересказанном сюжете драмы представлена тактика пустого города. Притворись беззащитным, и враг подумает, что это ловушка. Военачальник, понимая, что у него не хватает сил защитить город от нападения, приказывает всем имитировать беспечность, открыть все ворота, и противник интерпретирует это как желание заманить в засаду и не нападать. Особого внимания заслуживает умение договариваться, добиваться своего безвредной хитростью в соответствии с буквой закона. Например, в одной из сказок есть мотив подмены. Герой помещает душу своей давно умершей возлюбленной в тело только что скончавшейся девушки из богатой семьи. Получает награду за якобы воскрешение покойной. Но это мошенничество безобидно и приносит всем только благо. Вместе с тем, Китай, изображенный в альманахах, ценит благородство и верит в справедливость. В представленных сюжетах честность и добродетель превозносятся и побеждают. Порок разоблачен и наказан. Мудрый, праведный и иногда остроумный суд лежит в основе сказок «Справедливый суд» и «Злая жена». Если же злодеяние не наказано человеческим судом, преступника ждет неотвратимое возмездие свыше. Мстительный дух жертвы преследует его в сказках «Зуб за зуб», «Месть наложницы», «Поздняя месть». В сюжете драмы «Сообразительность вороненого подноса». Мотив отложенного суда, когда возмездие приходит спустя десятилетия, представлен в сказках «Начальник банды черного дракона» и «Жертва солдата». То, что на первый взгляд представляется жестоким, на самом деле справедливо. Убийца погибает от удара молнии даже после попыток вести праведную жизнь, потому что вина его неизгладима. Авторы статей не могли также обойти вниманием частную жизнь и семейные отношения китайцев. Они разъясняют, что те явления, которые кажутся европейцам немыслимыми и неприемлемыми, на самом деле нравственны и оправданы.
Патриархальные браки по выбору родителей – это своеобразная забота о гарантированном продолжении рода. Никакого многоженства не существует. Законная жена одна, и она наделена правами. Остальные все наложницы, но это мудро, потому что измен все равно не избежать. В историческом очерке Маркевича подчеркивается, что с китайской точки зрения знаменитые наложницы императоров – это благородные дамы с грустной трагичной судьбой. И при всей неоднозначности их роли в истории они должны вызывать восхищение. Таким предстает традиционный исторический Китай благодаря тому отбору текстов, которые совершил Магарам. Что происходит дальше с этим образом Китая? Он встречается и в текстах, описывающих современный Китай, но в очень трансформированном и совершенно обесцененном виде. Об этом будет сказано дальше. Второе направление в развитии образа страны – это современные издатели Китая, в особенности Шанхай начала 1920-х годов. Многое в образе жизни изменилось под влиянием европейцев. Теперь это уже не та утонченная цивилизация. Рядовые китайцы живут в нищете и унижении. Исследуя природу Шанхая как города контрастов и перекрестка цивилизаций, авторы-мигранты рассматривают темы контакта народов и выживания человека в большом городе. Центральное место здесь принадлежит очеркам Магарама «Желтый лик», открывающим каждый из 3 выпусков альманаха. Все эти произведения объединяют один опыт – Шанхай, который в 1920-х годах с китайской точки зрения считался самым европеизированным из китайских городов, а с европейской, наоборот, олицетворением всего китайского. Магарам создает образ Китая, в котором центр пространства – это центр Шанхая с урбанистическими пейзажами, а традиционная деревенская аграрная часть составляет периферию. Его пространство неблагоприятно для жизни. Условия большого города требуют высокого напряжения энергии. Складывается картина китайской жизни как тяжелого существования в грубых условиях, созданных природой и цивилизацией. В любом сезоне в Шанхае тяжелый климат. То жара, то холод, то дождь. И ночная и дневная жизнь города полны неприятных картин. Ночь – это время разгула и шабаша, с пугающей атмосферой и инфернальными фигурами ночных гулянь. Дневное время – время напряженной будничной работы. При этом подчеркивается нулевая ценность отдельной человеческой жизни, огромная сила массы. В сценах, изображающих безжалостную эксплуатацию рабочих, сама смерть отдельного мученика почти незаметна, его тут же заменяют новым. Контрастность и интенсивность – важнейшие признаки городской среды в визуальном, аудиальном и акторном аспекте. Часто Магарам в одном описательном предложении соединяет разнородных, позитивное и негативное. Контраст и смесь ярких чистых тонов и черноты и грязи, отталкивающих запахов плоти и сладких благовоний. Важную роль играют слуховые ощущения. В очерках множество обозначений для разновидности шума неприятных звуков, производимых людьми и животными. Шанхай – это оглушительно громкий город. Шанхаю свойственна высокая интенсивность и густота звуков и цветов в центре и разреженность на периферии. В центре этот город горит и пылает, будто то солнечный полдень или ночь с огнями и фонарями. А на периферии города встречаются наименования бледных, мутных, беглых цветов, темноты и тумана. В отличие от наратора, стремящегося уловить единый образ бытия в этой контрастной смеси резких звуков, запахов и цветов, китайцы изображены маловосприимчивыми к дисгармонии. У Магарама Шанхай – это город без философии, политики, идеологии, общественной жизни и ярких деятелей. Однако здесь есть несколько сверхъестественных фигур, связанных единой идеей. Желтый дьявол, смеющийся Будда и желтый лик. Все эти 3 сущности заявлены в названиях очерков. И все они олицетворяют нечто безжалостное, непонятное и чужое. Желтый дьявол, которому принадлежит город, это фигура речи. Наименование традиционно связано с золотом и властью денег. Сравнить, например, «Город желтого дьявола» произведение Максима Горького о Нью-Йорке. Повседневная жизнь Шанхая движется корыстью, поэтому она энергична и жестока. Второе направление в развитии семантики образа желтого дьявола – это ассоциация с враждебными азиатами. Сравнить, например, изображение японцев в романе «Желтый дьявол» Фихтамана. Упоминание желтого дьявола приносит инфернальный оттенок в описании отвратительной ночной жизни города и дает однозначную моральную оценку изображаемого. Более сложную символику имеет смеющийся золотой Будда, идол, наблюдающий за суетой в лавке и в храме. Внешне он не похож на эталон духовности. Поддерживая руками оголенный живот с жирными складками, в прыгающей пуповиной смеется Будда. В мире, где существует этот Будда, удача или неудача не зависит от добродетелей человека. Это не зло в чистом виде, но сопоставление смеющейся статуи и погибшего рядом, гибели рабочего рядом с ней делает Будду олицетворением вредности бытия, равнодушия мира и жестокой насмешки над человеческими страданиями. Сам автор в комментариях отмечает неэтичность этой фигуры, равное расположение Будды к добрым и злым.
Третий образ, желтый лик, это обобщенное обозначение всех персонажей очерка. Образ азиатского другого, выражение духа Китая. Цитата. «Над всеми красками и цветами, движущимися с быстротой пущенной в небо ракеты, неподвижно застыл в воздухе темно-желтый монгольский лик с раскосыми таинственными глазами, покорный и надменный, с притаившейся вежливой улыбкой на устах. В этом облике доминирует уже не зло и жестокость, но скорее непонятность, неясность намерений». Все три образа используют желтый цвет. Это и цвет золота, и желтизна расы. Олицетворяют таинственность, недоброжелательность и непонятность всего, что управляет Шанхаем, социального устройства и самой Египта, судьбы и природы людей. Можно выделить специфические черты китайского народа в очерках Магарама. Бесстрастие, покорность и вместе с тем жажда жизни. Даже в таком враждебном и дискомфортном пространстве персонажи-китайцы парадоксальным образом ощущают радость бытия. Это самые неприхотливые персонажи, способные примириться с чем угодно в мире желтого дьявола и смеющегося духа. Все проявления эстетики и культуры здесь – это лишь тонкий внешний слой, под которым находится вечный круговорот плоти, направляемый природными законами. Забывая об жизни этого человеческой массы, этого коллективного тела, Магарам особенно часто прибегает к образам беды, грязи и смерти. Китай – это мир, где тело пахнет едой, еда в основном состоит из мяса, из плоти, и все это пропитано грязью, но эта грязь не мешает процветать органической стихии. Возможен вопрос, а занимает ли какое-нибудь место в этой картине образ исторического Китая, с которым Магарам знакомился у Вигера и в других материалах? Влияет ли он на произведения о 20-х годах? Да, это влияние можно проследить. Вероятно, именно у Вигера Магарам черпал сведения о быте, традициях суеверных рядовых китайцев. Например, обычай сжигать деньги, страх перед чертями и духами. Однако Магарам не ограничился заимствованием деталей. Он также использует и негативно переосмысливает характерные мотивы сказок. Насколько сказки отстаивают справедливость и благородство, насколько очерки Магарама утверждают дисгармонию и несправедливость жизни. В его произведениях «Дочь гробовщика» и «Жена», где главным предметом изображения является семейная жизнь китайцев, используются в свернутом виде такие общие места, характерные для сказок, как браки по расчету, патриархальное уважение к родителям, рождение потомства в смысл жизни, оттеснение наложницы новой семьи, мотив подмены. Однако все эти мотивы претерпевают негативную трансформацию. Например, в традиционной китайской сказке покорность родителям супруга или собственным родителям – это добродетель, которая вознаграждается. У Магарама, напротив, девушка, которая беспрекословно подчиняется своему свекру и свекрови, не получает ничего, кроме унижения и насилия. В в рассказе «Дочь гробовщика» ситуация еще более интересная. Главная героиня Ин – это наложница пожилого аристократа Вана, вторая или третья жена в его, жена-наложница в его семье, которую берут с целью родить здорового наследника. И первоначально кажется, что история Ин похожа на другие истории добродетельных, верных, положительных наложниц, которые можно видеть в традиционных китайских текстах. Однако финал ломает всю эту благостную картину. Ин так и не может произвести на свет здорового наследника до тех пор, пока во время прогулки за городом ее не насилует какой-то прохожий рабочий. И после этого она рождает здорового наследника. Естественно, она никому не говорит правду об этом случае, и вся семья счастлива, потому что у них наконец появился наследник. Но все равно читатель понимает, что это обман, что семейная идиллия разбита, и автор отчетливо дает понять, что после этого Ин уже больше не интересуется своим мужем и начинает слишком смотреть в сторону других мужчин. Вот этот мотив подмены, который оказывается такой благотворный, такой праведный в традиционных сказках, здесь он тоже есть, но его развитие очень неоднозначно, и финал не назовешь однозначно счастливым. Многовековая история находится на периферии магарамовского Шанхая, так же как старые памятники, пагоды, кладбища в городском пространстве, буквально вытеснены на окраину. Традиционная мифология упомянута лишь кратко, лишь как элемент декора, как статуя, изображение богов и драконов, либо как предмет суеверия для демонстрации архаичной картины мира персонажа китайца. Рационалистическое сознание наратора не приемлет все эти бесполезные ритуалы, деятельность гадателей и колдунов, похожую на мошенничество. Все связано с старой культурой, старым образом жизни. Само старо и славное, и естественным образом уходит в прошлое.
Наследие старой культуры сжалось, активизировалось, дискредитировало себя, и вся его умная сложность регламентация из инструмента помощи превратилась в помеху. В лучшем случае Магарану называют ее наивной китайской сказкой. Традиционный китайский мир гармоничен, справедливо устроен и соразмерен, но современный мир трагически противоречив, и в нем нельзя руководствоваться старыми законами, необходим личный выбор судьбы. Ну, еще необходимо сказать, что вот этот персонаж Ван происходит из аристократической семьи. И еще одна очень важная тема для очерков Магарама – это вырождение, гибель аристократии. Если сопоставить его очерки с публицистикой, которая прилагается в этих же альманахах, то становится очевидна единая идея. Будущее Китая за вот этими рабочими, за кули, за рикшами, за простыми людьми физического труда. А все, что связано с аристократией, буквально физически вымирает, и это правильно и хорошо. Все локусы, связанные со старой традиционной культурой, как, например, там старый традиционный китайский сад, могилы предков, все это связано с мотивами забвения, опустошения, и как бы приверженность персонажа к этому демонстрирует иссякание его жизненной энергии. Поэтому чем меньше таких старых могил и заброшенных кладбищ, в общем, тем лучше для Китая. Очерки Магарама – важная, но не единственная составляющая картины современного Китая в альманахах. Магарам издает также собственную так называемую кинограмму «Опасная забава», публикует созвучные ему стихи и прозу малоизвестных авторов Петра Черкеза, Юрия Викторова, а также статьи публициста Василия Темного «Возрождение Китая». Ряд пересекающихся тем и образов в этих произведениях приводит к возникновению межтекстового единства. Возникает ощущение единой реальности, описываемой множеством единомышленников. О Петре Черкезе очень мало информации, он только упоминается как член правления Шанхайского литературно-артистического общества. Никаких других сведений ни о нем, ни о его творчестве не обнаружено. В альманахе представлены его стихотворения «Лампацо», «Вы любили севший лимузин», «Хайхо» и «Песнь о Сунь-Цу». В настоящий момент невозможно установить подробности взаимодействия редактора и автора и точный порядок написания этих произведений. Они вышли в одном и том же выпуске альманаха. Неизвестно, что было первым. Однако отчетливо прослеживаются повторяющиеся у них мотивы, темы и детали. Создается ощущение тесного сотрудничества. Стихи, подписанные Петром Черкезом, будто вдохновлены очерками Магарама, служат их продолжением. Оба автора используют один и тот же прием – отражение жизни всех слоев изображений главной городской магистрали. У обоих уличная жизнь центра Шанхая показана через проезд на автомобиле по Роуд-Нанкин. Повторяется описание городской улицы с экипажными, витринами, девушками-китаянками и индусом полицейским. Если время позволяет, я могла бы прочесть цитату, как это выглядит. У меня еще есть время? Ну, времени уже нет, но давайте все-таки мы послушаем цитату. Ладно, наверное, тогда, да, хорошо, я ее прочту. Впереди рассыпаются по сторонам кареты и рикши. Машина круто поворачивает, и величественный серый автомобиль покорно слушается маленьких ручек, бледных и тонких, таких трогательных на остальном колесе руля. Мужчины по обеим сторонам улицы останавливаются по пути, словно притягиваемые магнитом, и долгими восхищенными взглядами провожают мчащийся автомобиль. Некоторые из них почтительно кланяются женщине, снисходительно улыбаются в ответ снисходительно улыбающейся в ответ гордой царственной улыбкой. На перекрестках полицейские индусы, завидя серый автомобиль, безжалостно бьют толстыми палками выбившихся из сил полуголых лампацо, останавливают уличное движение, чтобы пропустить вперед молодую женщину с золотисто-ветреными волосами. То есть, какая у нас картина? Красивая молодая женщина на машине проезжает по Роуд-Нанкин. И точно ту же картину мы можем видеть в стихотворении Петра Черкеза. Вот его я прочту. Вы любили, севший в лимузин, выезжать на шумный Роуд-Нанкин, где огнями блещет ряд витрин, и гуляет толпами народ. Мчатся рикши с теплыми карет, керриджи блестят, фарами бросая яркий свет, мотокары сумрачно гудят, китаянки, расцветивший лен, в панталонах легких расписных, как поэмы сказочных времен, по асфальту бродят мостовых. Белой палкой и в челме индус взор метнет зловещий как рубин и прикусит нервно злобный ус, провожая взглядом лимузин. Ну, чтобы немножко сократить время и выбрать самое важное из этого материала, таких
внутритекстовых совпадений между стихами Петра Черкеза и Магарама можно найти еще много. Я не буду сейчас пересказывать все это подробно и упомяну только еще два образа. Сама вот эта женщина, которая проезжает на автомобиле по красивая, гордая европейка, она встречается гораздо больше, чем в одном очерке Магарама. Она встречается, по крайней мере, в 4 его произведениях, включая кинодраму «Опасная забава». И подобный же персонаж встречается в рассказе Викторова. То есть одна и та же героиня переходит из одного текста в другой с примерно теми же самыми характеристиками и похожей сюжетной ролью. Второй персонаж, который, как правило, связывается с ней в одну ситуацию, фигурирует с ней в одной ситуации, это какой-нибудь униженный китайский пролетарий, рикша, кули. Этот персонаж вообще для Магарама и его единомышленников был своего рода олицетворением всего Китая, его жизненной силы и нынешнего униженного положения. И авторы «Альманаха» питают пристрастие к сюжетной ситуации любви к иноплеменнику. Влечение китайца к запретной европейке представлено в нескольких текстах Магарама. И у Викторова, и у Викторова. Необходимо уточнить, что произведение Викторова не о Шанхае, но оно тоже использует этот сюжет. Анна Александровна, пожалуйста, к выводам переходите. Уже очень много перебрано времени. Я перейду к выводам, да. Тем более, к сожалению, уже не могу говорить. Итак, для альманахов Магарама характерны жанровое и тематическое разнообразие, композиционная продуманность, но при всем этом разнообразии отчетливо выделяются пересекающиеся темы и мотивы. И таким образом сборник можно рассматривать как межтекстовое единство. На его страницах есть место и для идеализации Китая, и для демонизации современного китайского города. А сам Магарам, утверждая сложный баланс гармонии и дисгармонии в этом мире, занимает позицию смеющегося Будды, равно встречающего добро и зло, но в других текстах с откровенным ужасом, разоблачающим царство желтого дьявола. Прошу прощения за все эти технические неполадки и благодарю за внимание. Спасибо вам большое за такой плотный, интересный доклад. Ну, а неполадки, ну, что мы все в заложниках этой системы. Пожалуйста, если есть вопросы, Анна Александровна. Можно мне задать вопрос? Конечно. Анна Александровна, подскажите, где можно познакомиться с этими альманахами? То есть я посмотрела сейчас в интернете, их как бы в доступе нет. Да, сейчас я скажу об этом. На самом деле, один из них, «Альманах Китая», можно скачать в интернете файл PDF. Он есть в РГБ в оцифрованном виде. Что касается всех остальных альманахов, то я заказывала их в РГБ. Мы делали ксерокопии, и вот сейчас я могу немножко показать, как это выглядит из печатки. То есть, чтобы с ними работать, их нужно вот так отдельно заказывать, и этот материал будет у вас в руках. Вот я это сделала, у меня теперь есть вся эта коллекция. Если же хочется поработать именно с очерками Магарама, с его сказками и очерками, то эти материалы опубликованы издательством «Полярис». Их тоже можно скачать в свободном доступе. Книга будет называться «Магарам. Желтый лик» и «Магарам. Блуждающие души». Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Если вас заинтересовали какие-то тексты из этих альманахов, то, пожалуйста, скажите мне, напишите мне письмо, и я могу прислать вам отсканированную страничку. Хорошо, я посмотрю. Спасибо.
Спасибо большое. Ну что ж, мы прервемся на перерыв, наверное, да? Значит, по праву предоставленного мне программкой Елены Николаевны, спасибо. Разрешите вторую часть, нашу последнюю, да, начать. Слово предоставляется Попковой Елене Алексеевне. Тема предварительная была такая: сюжеты и образы дальневосточной истории и культуры в романе Всеволода Иванова «Голубые пески». Если есть необходимость, то Елена Алексеевна, очевидно, поправит. Спасибо большое. Слышно меня? Слышно хорошо вас. Ну, необходимости поправлять нет. Я прошу прощения, что не получилось выступить вчера, но вот техника, к сожалению. Значит, тогда я начинаю. Первый роман Всеволода Иванова «Голубые пески» был опубликован в конце 22-го, начале 23-го года в журнале «Красная ночь». О замысле романа Иванов 15 мая 22 года писал Алексею Толстому из Петрограда. Определял место его действия и тему. Цитирую. Номера 7 «Красной Нави» будет печататься мой роман «Голубые пески» в 4 книгах. Монголия, Сибирь, снега, 40 градусов, трупы, тифозные поезда и революции, широколобый Восток и узкозадый Запад. Конец цитаты. В реальности книг оказалось не 4, а 3. Описанные в третьей книге события происходят как раз на Дальнем Востоке, в Монголии. Текст открывается фразой, отделенной чертой от основного повествования и в последующих переизданиях оформленной как эпиграф. Монголия, глухие земли, камень, песок да ветер. Отметим, что первые две части не имели такого подобия эпиграфа. Отличаются две первые и третья книги также временем описанных событий. Действие первых двух книг происходит в Павлодаре, куда после февраля 17 года приезжает лихой революционный комиссар Василий Запад. Создается совет рабочих, солдатских, казачьих, крестьянских и казахских депутатов. Обсуждаются планы мировой революции на Востоке, к чему активно призывает Запад. Цитирую. Отсюда может власть советов Китай, Монголию. Здесь недалеко Туркестан, Бухара, Маньчжурия, вся наша Красная Азия. Конец цитаты. События третьей книги разворачиваются в 20-21 годах. В центре этой книги антибольшевистское казачье восстание в Сибири, поддержанное местным населением, казахами, в романе по-старому названы киргизами, которые, руководимые ханом Чоканом Балихановым, мечтают о возрождении Великой Киргизии, Алаш-Орды, а также события на Дальнем Востоке, в Монголии, откуда барон Унгер стремится начать создание серединного государства. Завершается третья книга своеобразным символическим текстом «Легенды о голубых песках», которую уже в конце 20-х годов критик Вячеслав Полонский комментировал следующим образом. Цитирую. Легенда эта выходит далеко не революционная, и однако ее именем озаглавлен роман. Именно она брошена на последние страницы. Смысл же легенды о голубых песках заключен в том, что молодежь, пошедшая в гору, расшиблась, и на голубых песках было много крови. Юноша Зоршенкид, в голубой пыли побредший вверх по золотой дороге, ушел и не возвратился. Народ, который должен был пойти вслед за ним, вернулся к старым жилищам. Конец цитаты. В символической форме легенда показывает, на наш взгляд, что помыслы всех персонажей романа, вот тех троих, направленные на создание Красной Азии, Великой Киргизии и Серединного государства, обречены на неудачу. Показательно, что о нереволюционности романа критики заговорили лишь к концу 20-х годов. В то время, когда он был опубликован, то есть в 23-м, 22-м, авторы упрекали в растянутости, разбросанности и несвязности отдельных мест и тому подобных погрешностях форм. О растянутости писал и Горький, отмечая при этом, что книга, цитирую, проникнута объективизмом истинного художника. Действительно, в романе «Голубые пески» силы, противостоящие друг другу во время гражданской войны, оказаны достаточно объективно, с весьма сдержанным обозначением классового подхода и симпатии и антипатии автора.
В каждом из названных персонажей, имеющих прототипы в реальной истории Сибири и Дальнего Востока, Иванов подчеркивает прежде всего его великую цель – должную принести спасение тому или иному народу. Остановимся кратко на 3 героях романа. В истории моих книг, это поздние воспоминания Иванова, он вспоминал о своем знакомстве с прототипом комиссара Запуса. Цитирую. В Омске, будучи еще красногвардейцем, я познакомился с командиром отряда, направленного из Москвы на Дальний Восток. Василий Запус, красивый и необычайно веселый человек, даже о каторге вспоминал со смехом. В Павлодаре остались о нем только рассказы, носившие легендарный характер. Комментируя мемуары писателя, историк Анатолий Алексеевич Штырбл называет реальное лицо. Это комиссар, командир матросского красногвардейского отряда из Петрограда М.А. Запус, который прибыл в Сибирь, сначала в Тюмень в начале 18 года, и весной этого года с частью своего отряда некоторое время находился в Омске. Ну, собственно, там же находился в это время и Всеволод Иванов. В романе мы видим нарушение исторической хронологии. В реальности подготовка элементов азиатской ориентации мировой революции, то есть вот та самая Красная Азия, о которой говорит Запад, начинается не в 17-м, а лишь в 19 году. Августом этого года датируется известное письмо Троцкого в ЦК РКПБ, где он не без оснований предполагает, что, цитата, «инкубационный подготовительный период революции на Западе может длиться еще весьма значительное время. Иначе представляется положение, если мы станем лицом к Востоку», указывает Троцкий и предлагает открыть довольно широкие ворота в Азию. На мой взгляд, один из самых интересных персонажей романа – это реальный исторический деятель белого движения на Дальнем Востоке, генерал Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг, 1885-1921. В описанных событиях он непосредственного участия не принимает. Собственно, он вообще не выведен персонально на сцену действия, но представлен своими письмами, адресованными хану Балиханову и атаману Трубычеву. Известно, что реальный барон Унгерн в своей переписке с монгольскими ханами и сановниками, представителями киргизов, монархистами Тибета и Китая и русскими генералами излагал свои взгляды на духовно-нравственное и политическое состояние человечества. Первое письмо из Урги, это будущая столица Монголии, Улан-Батор, в которую в феврале 21 года вступила азиатская конная дивизия Унгерна, передает его понимание настоящего и будущего человечества. Цитирую. «Как погибает человечество на Западе под влиянием социалистических и анархических учений, так воскресает человечество на Востоке, хранящем в своих сердцах устои монархизма». Идея Унгерна о противостоянии Востока и Запада была близка молодому Иванову. Собственно, и Иванову на протяжении всей его жизни. О возрождении человечества на Востоке он, не будучи, естественно, монархистом, много размышлял в повести «Возвращение Будды» 23 года. А позднее в дневнике от 23 марта 43 года записывал: «Восток раньше всех народов нашел смысл жизни. Движение – зло, неподвижность – добро. Чем быстрее движение, тем оно опаснее для человека. Самолет нес бомбу в 3 тонны». Видимо, интересовала писателя и сложная личность барона фон Унгерна-Штернберга. На возникающий вопрос об исторических источниках образа барона «Мировые пески» сложно ответить однозначно. Не очень понятно, был ли Иванов реально на Востоке, но в любом случае с бароном Унгерном он не мог быть знаком никак. Материалы о нем и вот эти письма его печатались в газетах и на территории России, и китайских газетах. Но, вероятнее всего, источником исторического материала для Иванова послужила брошюра известного безбожника Емельяна Ярославского, который в сентябре 1921 года являлся государственным обвинителем на процессе Романа Унгерна.
Называлась эта брошюра барона Роман Унгерн фон Штернберг. И вышла в Петрограде в госиздате в 22 году, довольно большим тиражом. Иванов в романе «Голубые пески» использует, я думаю, что использует письма барона и различные биографические материалы о нем, которые берет из этой брошюры. Значит, он берет фрагмент письма генералу Палпу Вану, у Ярославского это на странице 7, а также информацию о награждении Унгерна Богдо-ханом, которого барон освободил из-под ареста и которому вернул верховную власть. Цитируем. Богдо-хан милостивым приказом, данным в Урге, по высоким заслугам, наградил русского генерала-барона потомственным великим князем Дарван Хошей Цинваном степени хана. Это в романе. А у Ярославского эта информация дана на странице 12. Однако в главном автор романа «Голубые пески» отходит от источника. Ярославский представляет Унгерна олицетворением кровожадной жестокости, неслыханных зверств, садистом. Ни слова об этом нет в романе Иванова. План Унгерна Ярославский называет отражением плана Японии, а самого барона слепым орудием Японии на Дальнем Востоке. Подчеркивает, что Унгерну нужен хозяин, и неважно, кто это, Япония, атаман Семенов или кто-то другой. В романе есть слова, имеет за плечами помощь Японии, который в начале 3-й книги говорит атаман Трубычев, но, судя по контексту, они относятся к хану Балихану. В дальнейшем эта информация ничем не подтверждается. В отличие от Ярославского, целью которого является доказать, что Унгерн виновен в вооруженном выступлении против Советской России с целью восстановления монархии, выполняя в то же время общий с Японией план, виновен в бесчисленных преступлениях и зверствах, Иванов, очевидно, видит свою писательскую задачу совершенно в другом. Так, приводя дословно из брошюры Ярославского часть письма Унгерна, он добавляет к тексту письма свой текст, подчеркивающий в личности Унгерна живые человеческие ноты. Значит, реальный текст исторического лица романа Унгерна. В народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена известные, дорогие, чтимые. Такое имя лишь одно – законный хозяин земли, император Всероссийский Михаил Александрович. А Иванов добавляет: приказываю немедленно, объединив все силы, двинуться в местности, занятые отрядами казаргани, войти в ближайшее сношение с ханом Балихановым. Беспощадно наказываю изменников Родины. Атаман, ради Бога, прошу. Вот это «ради Бога, прошу», конечно, меняет несколько восприятие героя. Более всего акцентирует Иванов великую цель барона Унгерна – образование серединного государства. Текст письма барона в романе «Голубые пески» составлен из его подлинного обращения к вождям, цитирую, «монгольским племенам, где бы они ни жили, как со стороны русской, так и со стороны китайской революции, грозит смертельная опасность». Унгерн считает, что необходима борьба за объединение племен внешней и внутренней Монголии, управляемой ныне Богдо-ханом. Объединение всех племен и верований монгольского корня в одно серединное государство, возглавляемое императором из кочевой маньчжурской династии. Конец цитаты. События лета и осени 21 года, а это поход Унгерна на территорию Советской России, отступление азиатской дивизии в Монголию, заговор против барона, его арест, суд и приговор в романе Иванова никак не освещены. Подвижником Унгерна в романе является Чокан Балиханов. По слогам произношу фамилию, поскольку здесь прототип известный, с другой, одной только измененной буквой. Из романа читатель узнает, что этот герой бывший инженер, происходивший из древних киргизских родов ханов Тюркмении. Бежал в степь, где казахские бии выбрали род Балихановых потомственными ханами. А затем в Монголию. Там он собирает казахов, ну, это я называю их казахами, а в романе они киргизы. Мечтает о возрождении Алаш-Орды и готов помогать барону Унгерну.
В тексте романа Унгерн одобряет деятельность Балиханова. Цитирую. «Барон Унгерн прислал нам приглашение приехать на совещание. Там в приглашении он отметил важность исполняемой нами работы. Обращение барона за помощью к казахам является историческим фактом. Известно его письмо к вождям казахов и проект письма председателя Совета министров Монголии. Цитирую. «Киргизы России уже разорены большевиками. Монголия испытала гнет беззаконий, чинимый китайскими революционерами-большевиками. Надо опасаться и начинать борьбу. Для этого нужен общий совет и обсуждение великой задачи. Призываю вас к совместной работе». Как отмечают историки, на письма Унгерна казахи не ответили. Вхождение в РСФСР открывало им более надежные перспективы. Отрекаются от барона и Чокан Балиханов, утверждающий, что кочевым народам необходимо в целях своего самосохранения приобщиться как раз к европейской культуре, а у Унгерна европейская культура и вообще в которой сейчас революция и социализм источник зла. Однако и планам Балиханова о возрождении Великой Киргизии не суждено осуществиться. Имя, данное Ивановым своему герою, указывает на его исторический прототип. Это выдающийся казахский ученый Чокан Чингисович Валихан. Поборник русской науки и просвещения в казахстанских степях, он учился сначала в Омске, затем в Петербурге. Был другом известных областников Потанина и Ядринцева. Знал много восточных языков, увлекался восточной поэзией, собирал и записывал казахские песни и легенды. Высоко ставя интересы казахского народа, он много надежд возлагал на влияние русской культуры. Скорее всего, Иванов, уже живя в Петрограде, и покупая книги по этнографии, был знаком с томом сочинений Валиханова, изданным в 1904 году, где собраны работы ученого по этнографии и фольклоре. Ну и в финале романа там есть упоминание о том, что бывший хан Балиханов, находясь в концентрационном лагере, занимается этнографией. И он, собственно, рассказывает эту самую легенду о голубых песках. Символический смысл легенды: в редакции романа 22 года она названа монгольской, а в редакции 27 года китайской. В действительности, видимо, этот текст создан Ивановым на фольклорной основе. Легенда о том, что золотая дорога в горах не приведет к счастью, относится, как мы уже ответили, ко всем названным персонажам романа. Если следовать классификации известного исследователя народных утопий Чистова, легенду о голубых песках можно отнести к легендам об избавителях, которые ожидают, что должны возвратиться и изменить жизнь народа, состояние государства и господствующие в нем взаимоотношения. И Чистов выделяет два типа: религиозно-мессианские легенды о спасителях и легенды социально-политического характера о возвращающихся царях или царевичах-избавителях. И рассматривает русские легенды 17-18 веков о царевиче Дмитрии, царевиче Алексее, сыне Петра I, легенду о Петре III и ее пугачевскую версию, ну и другие. Подобно названным историческим лицам и герою ивановской легенды юноше Зор-Шинкинду, персонажи Иванова стремятся стать спасителями для своего народа. Как нам представляется, Иванов в романе «Голубые пески» задумывается над тем, почему масштаб на исторические произведения народов и приведение их в некую страну счастья героями-избавителями неосуществимы. По поводу Унгерна писатель замечает, цитата: «Атаман не верит в армию барона. На чужих землях армии похожи на перелетных птиц, не выводят птенцов и не защищают гнезд». Конец цитаты. Этот ответ уточняется примером из романа, где использованы элементы культуры Сибири и Дальнего Востока. Текст третьей книги, где Трубачев и Балиханов ведут разговор о родине, Иванов вводит описание гадания на бараньей лопатке. Приведем слова Балиханова. Ну, здесь я сокращаю и вырезаю только его слова. «Вы свою родину, атаман, почувствовали давно. Я до 35 лет жил в Петербурге и думал, моя родина Россия. А теперь я растерян, мне так легко объяснить, да вот хотя бы беем, что степь должна быть нашей родиной, а не русской». Чокан бросил в костер баранью лопатку.
Я сейчас гадать буду. Если трещины пересекаются, к зиме мы придем в Россию. Тукан, внезапно гикнув, вонзил шашку в баранью лопатку. Кинул кость на землю и наклонился. Трещины прямые, как тракт. В России мы не будем атаман. Я уйду со своими стадами в Индию. Вы же раскаетесь перед советским правительством, и когда тысячи дураков с красными флагами в день Октябрьской революции пойдут гадить на улице, вам, полковник, будет пожалована амнистия. И добавляет в ответ на недоумение атамана. Я же учился в Петербурге, там не верят бараньим лопаткам. Не верьте и вы. Я завидую людям, нашедшим родину. Интересно, что тот же сюжет гадания Иванов использует еще в одном своем произведении, тоже стилизованном, самокладке «Жаурын Кара», стилизованный под казахские песни самоклад. Заглавие, как сам Иванов пишет, примечание обозначает гадание на бараньих лопатках, на которых по преданию Магомед написал Коран. Ну, я прочитаю стихотворение, оно небольшое. Кизяк, да, там есть слово «трещёный», это трещины. Ее поставлено Ивановым. Ну, видимо, здесь рифма просто поменяла форму слова. Кизяк пахнет вкусно-вкусно, а в котле айран кипит. Ты, Земель, ты вижу грустно. Хочешь, будем ворожить. Вот лопатку от барана положи в костер. Как страница Алкорана будет вещь узор. Наш пророк святое слово начертал на них. Ветер дунет, в сердце снова вспыхнет зовый стих. Ну, вынимай, не обожгись. Внимай, Аллаха, мысль. Трещины не пересекаются, трещины прямые, как тракт. Ты, Земель, я говорил так. Будет хороший знак. Завари китайского чая. Ну вот здесь это тоже, что трещины прямые, как тракт. Источником стихотворения является обряд, реальный факт религиозной жизни у некоторых народов Сибири и Дальнего Востока. История возникновения обряда рассказана в бурятском предании о ламе, имевшем много книг, раскрыв которые он узнавал все. Во время одной из ночевок в степи он положил книги на землю, и их съели овцы, пасшиеся неподалеку. «Когда вы съели мои книги, пусть мое книжное ведение войдет в ваши тонкие кости», — сказал лама. «Я же обойдусь и без книг». Ну, это сказание бурят. Цель, с которой Балиханов в романе «Голубые пески» обращается к древнему гаданию, то есть узнать судьбу свою и своего народа, соответствует смыслу, вложенному в обряд, как он описан у прототипа героя Тукана Балиханова. Паксы, это шаманы, говорят, что лопатка всегда показывает полную судьбу 7 народов. Смерть царей этих народов, смерть людей и судьбу путешественников. Пример с двумя формами использования гадания показательный. Самокладки и лирический герой, и девушка Казимир, к которой он обращается, находятся внутри одной культурной парадигмы. И вещий узор прочитывается ими одинаково, не вызывая ни размышлений, ни сомнений. Герой романа «Голубые пески» Балиханов, рожденный в казахской степи, уехал в европейский город Петербург. Отсюда его замечание. Там не верят бараньим лопаткам, не верьте и вы. Сомнение в мудрости языка степи, языка своей культуры, возникшее при соприкосновении с чужой культурой, как следует из слов героя, приводит к утрате чувства Родины. Я завидую людям, нашедшим Родину. Это его слова. Ну и вывод из всего этого. Как нам представляется, Иванов в романе подводит читателя к одной мысли. Она, ну, как бы связана и с историей и Сибири, и Дальнего Востока, и она для Иванова современная. Это судьбы той революции, свидетелем которой он является. А мысль такая, что утрата чувства связи со своим народом, его стремлениями и чаяниями, воплощенными в культуре, обрекает на провал самые благие помыслы о спасении этого народа. Спасибо. Спасибо, Елена Алексеевна, за интересный доклад, и так, что вы хорошо уложились даже в регламент. Коллеги, есть ли вопросы, задавайте, пожалуйста. Елена Алексеевна, можно я тогда начну? Скажите, вот как можно понять эту манеру Иванова в данном тексте, нежелание его намеренное работать с историческими с первоисточниками, так скажем, да, то есть та же вот цитаты, портреты и так далее, они все вторичны. Это как бы первый вопрос. А второй,
как-то сказалось ли сепаратистские идеи здесь на описании, может быть, образов, да, самой вот этой идеи, принадлежащей земли тому, кто ее захочет, Иванова? Вообще разделял ли он взгляды, например, того же Потанина, там, Ядринцева, да, которых в свое время именно так называли? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я начну со второго, если можно. Значит, до 21 года Иванов жил в Сибири. Родился он в поселке Лебяжьем, потом жил в Павлодаре и в Омске. В том кругу писателей, с которыми он общался, и партийных деятелей, и политических деятелей, Новоселов, например, там был Александр, были широко распространены властнические идеи, и Иванов их разделял тогда. Во всяком случае, ему очень близки были идеи, связанные с сохранением культуры народов. Более скептически он относился к идеям о создании в Сибири особой цивилизации, которая появится благодаря соединению культур Запада и Востока. К Западу он всегда относился, ну, с некоторым подозрением, и это действительно об этом и близкие его свидетельствуют. Вот он такой был восточный человек, даже в кабинете в Переделкино вокруг стояли фигуры Будд, китайские ширмы, и такая вот была стилизация. Что касается источников и вообще взгляда на историю, это очень сложный вопрос. Я вот надеюсь, когда в каком-то следующем периоде жизни попробую сформулировать взгляды Иванова на историю. Дело в том, что он во всех своих произведениях, казалось бы, имеющих историческую основу, например, в пьесе «12 молодцев из Табакерки» об убийстве Павла I, или в пьесе «Канцлер» о канцлере Горчакове, сподвижнике Пушкина, он везде вводит персонажей собственных, весьма произвольно обращаясь с историей, имея в виду какую-то свою историческую концепцию, которую я пока плохо понимаю. Очевидно лишь то, что она существовала, что она была в каком-то смысле фаталистической, то есть вот эти личности исторические, они такие фигурки у него картонные. Ну, в свое время, когда он писал один из романов, он даже вырезал картонные фигурки и двигал их на столе, это вдова рассказывала. Поэтому я вообще впервые обнаружила, и нигде в комментариях к роману «Голубые пески» не читала, что все вот эти тексты Унгерна, которые в романе приведены, взяты из реальных, ну, что это реальные его письма. Ну, я прочитала и брошюру Ярославского, и документы. Современное издание 2010 года, где они тоже все приведены вот ровно в тех же вариантах, что и у Ярославского, и у Иванова. Но только Иванов вот в некоторые моменты вносит свои добавления, вызванные каким-то его, вот какой-то его личной исторической установкой. Спасибо, спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? Да, Лена Алексеевна, слышите меня, да? Включен микрофон. Да, слышу. Ага. Скажите, а не мог ли, например, Иванов знать Харбинскую газету «Новости жизни» в 21 году, где Борис Волков, который был, так сказать, одно время очень кратко сподвижником Унгерна, а потом, так сказать, то есть он в сибирском правительстве Колчака, я об этом вчера говорила, вот, собирал информацию о панмонгольском движении Унгерна. И в 21 году у него в «Новостях жизни» в Харбинске была опубликована подборка, она так, по-моему, и называлась, об Унгерне. Вот.
К Унгерну он относился однозначно отрицательно. Как раз вот то, что, так сказать, на суде Ярославский говорил, вот здесь совершенно точно все соотносится с воспоминаниями Волкова, который говорил, что для него Унгерн и Семенов – это самый отрицательный вариант атаманизма, который, так сказать, и повлек за собой вот это поражение гражданской войны в Сибири. Вот. Может быть, Иванову были тоже известны эти харбинские публикации Волкова. Волков сейчас забыт абсолютно, но в 2007 году вышла книга «Барон Унгерн. Черный всадник», где вся унгерниада Волкова републикован. Вот. Может быть, там вы найдете что-то подтверждающее тоже ваши какие-то размышления о взглядах Иванова на Унгерна. Вот. Ну и, конечно, еще вспоминается книга Осиндовского, да, как она, боги, люди, да, где он как раз вот про это гадание на бараньей лопатке очень хорошо описывает у Богдана Цегена, и что, конечно, подтверждает то, что Унгерн был очень религиозным до, скажите мне слово, вылетело из головы, да, вот. То есть, Фанатизма. Да. Вот. Короче говоря, этому есть тоже очень много подтверждений. Вот унгерновского вот этого вот унгерновской религиозности и действительно его какого-то суеверия, даже не столько фанатизма, сколько вот он был чрезвычайно суеверный. Вот. Может быть, что-то здесь вам пригодится. Спасибо. Спасибо большое и за информацию. Но что касается того, знал ли это Иванов, насколько я понимаю, книга Осиндовского все-таки написана после 23-го года. Это, конечно, я про новости жизни, вот эту харбинскую. А вот про харбинскую газету, я думаю, что тут вы мне поможете в ответе, потому что, смотрите, Иванов жил в Омске в 19-м году при Колчаке, потом ненадолго, он жил недолгое время в Татарске, потом опять в Омске. Из Омска в январе 21 года он уезжает в Петроград. Могла ли в этих городах быть известна Харбинская газета? Наверное, могла. Вот я думаю, что в Омске-то, я думаю, да. Вот, можно посмотреть, да, можно посмотреть. Вот. Потому что вдруг не только Ярославцева использовал. Вот Елена Владимировна говорит, что и в Новосибирске могли быть тоже харбинские газеты. Вот. Это какой год? Скажите, 21-й. Это 21-й год. Там прямо в нескольких довольно большое количество номеров этой газеты, где вот он последовательно публиковал свои записки об Унгерне. Борис Волков. Спасибо. Угу. Замечательно. Спасибо, посмотрю обязательно. Да, хотя, кстати сказать, может быть, он публиковал их даже под каким-то псевдонимом. Я уточню, если что, напишу прямо вам об этом. Угу. Потому что, ну, можно посмотреть название об Унгерне. А вот у него было много псевдонимов у Бориса Волкова. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, я не вижу пока на конференции присутствующим Игоря Евгеньевича. Елена Юрьевна, я вам слово передаю, да? Да, конечно. Хорошо? А потом, если он появится, мы его подключим, конечно. Хорошо. Куликова Елена Юрьевна, я предоставляю слово «Тропические рифмы» Юрия Галича, сборник «Орхидея». Скажите, пожалуйста, презентация видна? Презентация видна. Отлично. Сейчас я ее попробую даже сделать вот более презентабельной. Простите за каламбур. Итак, я хочу сегодня говорить про Юрия Галича, про его сборник «Орхидея», ну и
в целом сборник «Орхидея» вышел во Владивостоке в 2021 году. Вот. Ну и в целом, конечно, о его судьбе, которая связана как с Дальним Востоком, ну так и с западной частью и России, и Латвии. Итак, Юрий Галич – это псевдоним Георгий Иванович Гончаренко. Он родился в 1877 году и погиб в 1940. Был генералом-майором Генштаба, но я все-таки пробегусь по биографии, чтобы всем его представить. Вот. Был журналистом, поэтом, прозаиком, вот, и творил уже под литературным псевдонимом Юрий Галич. Из потомственных дворян Полтавской губернии родился в Варшаве и окончил Полоцкий кадетский корпус. Но, как и у почти всех восточных эмигрантов, судьба восточных и невосточных эмигрантов. Судьба Гончаренко трагична. В 1895 году он поступил на военную службу юнкером Николаевского кавалерийского училища в Петербург. После изучал полевое саперное дело. Как вы уже поняли, карьеру он сделал довольно эффектную. Был корнетом гвардии, потом поручиком гвардии, штаб-ротмистром. Вот. Дальше учился в Николаевской академии генерального штаба, был старшим адъютантом, капитаном генштаба. Далее уже служил столоначальником главного штаба и в главном управлении генштаба. Был помощником делопроизводителя управления генерал-квартирмейстера генштаба. Поэтически проявился впервые в 1907 году, вышел его сборник «Вечерние огни». Но далее его военная карьера развивалась, обер-офицер, старший адъютант штаба 3-й кавалерийской дивизии, с 11 года подполковник генштаба, с 12 года уже полковник. Участвовал в Первой мировой войне, там был награжден георгиевским оружием, потому что отличился, командовал полком в бою у деревни Дубовые Корчмы. Вот. И с 17 года генерал-майор генштаба, в мае начальник штаба гвардейского кавалерийского корпуса. Это, как вы понимаете, все было до октября-ноября 2017 года. 27 декабря 2018 года был уволен от службы по болезни. В общем, у красных фактически не служил. После подписания Брестского мира оставил Советскую Россию, перебрался в оккупированную немцами Украину. В 18 году служил в Киеве в армии украинской державы. В январе 19 года, после ликвидации гетманата и восстановления Украинской Народной Республики, был арестован петлюровцами, посажен в тюрьму, но, однако, через несколько дней сумел бежать, добрался до Одессы, которая была в то время оккупирована войсками Антанты. И в начале апреля 2019 года в ходе эвакуации интервентов из Одессы был эвакуирован в Константинополь на французском пароходе «Фокаус». В 2020 году прибыл из Константинополя во Владивосток. То есть, собственно, тут начинается наша уже история. В 2021 году был внештатным генералом для поручений при командующем войсками Временного правительства в Преамурье. В 20-22 годах во Владивостоке занимался литературной деятельностью, работал уже журналистом, печатался в местных журналах. И в течение потом уже, этих 3 лет он активно публиковался, и газеты, и журналы. И в 2021 году как раз выходит книга рассказов «Красные хороводы», сборник стихов «Орхидея». О орхидее был подзаголовочек «Тропические рифмы». И на орхидею в берлинской газете «Руль» был опубликован отзыв Сирина, Набокова, то есть. После установления в Приморье советской власти генерал был вынужден покинуть Россию и эмигрировал через Китай в Европу, а в 1927 году уже обосновался в Латвии, где и продолжил литературную деятельность.
В 27 году и потом в 28 в Риге вышли сборники его стихов, вот эти самые орхидеи разными изданиями, но уже они были дополнены новыми стихами. А после аннексии Латвии в 1940 году его вызвали на допрос в НКВД, ну, как вы понимаете, бывший белый генерал, и потом, ну, вот как во всех сведениях говорится достаточно коротко, после которого Георгий Гончаренко повесился. Есть там варианты, что застрелился, и есть еще такая как бы полухудожественная версия Игоря Владимирова, что, возможно, он был убит, ну, попросту забит в НКВД, его потом сбросили в окно колодец, ну, и объявили, ну, сказали, что объявить самоубийцей. То есть вот как бы так. То есть тут сказать трудно сейчас. Он похоронен в Риге на Покровском кладбище. Вот, собственно, его могила. И как раз русскоязычным литературоведам из Латвии принадлежит версия о том, что именно Галич является автором знаменитого романса «Поручик Голицын», вот, который когда-то привезла из Парижа Жанна Бичевская. То есть вот один из вариантов происхождения этого романса. Ну, а мы с вами возвращаемся к стихотворному сборнику Галича «Орхидея», впервые вышедшим во Владивостоке в 1921 году. Условно орхидею можно разделить на таких ряд экзотических мотивов гумилевского плана. Это морские странствия, их много морских стихотворений. Отдельно и довольно отчетливо выделена тема летучего голландца. Об этом я буду говорить подробнее ниже. И отдельная тема – это Африка, пустыня. Можно еще добавить как бы такую греческую тематику с такой обращенностью в античность. Об этом тоже я надеюсь успеть поговорить. Вот. Ну вот Африка, пустыня тоже очень такого гумилевской направленности, подробное описание пустыни и с перечнем там африканских каких-то названий, стихотворений и так далее. У некоторых текстов есть подзаголовки. Подзаголовки все, конечно, очень любопытные. Морская поэма – это шквал. Я сразу называю название после вот этой жанровой обозначенности. Тропическая поэма «Рикша», сказка цейлонского леса «Иланг и Лали», песня рыбака на Босфоре, песня «Час любви», поэма пустыни «Али», и из мемуаров «Русской леди». Африканский роман, то есть африканский роман название, подзаголовок из мемуаров «Русской леди». Ну, я бы сказала, такая женская поэма от имени вот, леди. Тропических рифм, вот именно в плане экзотики, допустим, вот о чем говорила, интересных рифм, о чем говорила Елена Владимировна в первой части сегодняшнего дня, у Галича рифмы вполне себе классические, достаточно обыкновенные. Но мотивы тропические. То есть, видимо, Галич назвал рифмы, имея в виду вот сами как бы строки, да, потому что мотивы, вся книга не случайно названа, конечно, «Орхидея», потому что орхидея – символ таких тропиков, да, тропическое растение, ну и вот книга тоже такое вот сборник вот тропических образов, тропических мотивов, тропических сюжетов, так скажем. Вот. Ну, как понятно, литературная генеалогия, если как бы самый ближайший предтекст, это, конечно, Гумилев. Вот. Но основные гумилевские мотивы и сюжеты, связанные с путешествиями морскими и африканскими, у Галича так максимально полно представлены. Ну, это уже видно даже из того, что я перечислила, и там условные разделы, подзаголовки, да, то есть очень характерно именно вот туда. Но я бы хотела вернуться как бы еще чуть-чуть назад, да, вот в тот момент, когда отчетливо проявилась тяга к экзотике в русской литературе. Ну и хотела бы, конечно, остановиться на эпохе Серебряного века, потому что, ну, как вот я уже писала об этом, на рубеже веков и 18-19, да, и 19-20 в искусстве очень востребованной становится экзотическая тематика. Если в начале XIX века возникает такое очевидное тяготение к литературным мистификациям, направленным на воспроизведение старинной народной поэзии, но и обязательно иной поэзии, связанной там с отдаленными странами, но для западных европейцев это южнославянская вполне себе экзотика.
Вот, восхищение там осиановскими переводами, Макферсона, ну, мы пишут Гузла, песни западных славян, Пушкина появляется, переложение мадагаскарских песен Парни многими русскими поэтами. И, ну, как бы, вот эта вот часть очень так ярко прозвучала в экзотическом плане, это часть века, да, 19-го. А вторая половина 19-го и начала 20 века, там происходит тоже как бы вот это поворот опять к романтизму, обострение интереса к народному. И Леонид Гиллер об этом подробно пишет. Модернизм был эпохой повального увлечения экзотикой. L'exotisme en effet est un des aspects favoris du 19e siècle. Об этом тоже есть отдельная монография Ашнаделя Амина Илми. Экзотизм действительно был один из любимых мотивов XIX века. Но он пишет монографию, посвященную Леконту де Лилю, о романтической таинственности, которая бушует в Европе, об экзотике Северной Африки, призыв парнасцев на острова. И вот современный этап, ну, о чем пишет Амин Илми, дилетанты-колонисты с их воспоминаниями. Ну, собственно, почему? Во-первых, конечно, идея постколониализма, ну и близость постколониализма с постмодернизмом и деконструкцией. И дальше цитаты из Леонида Гиллера. Вот уже 3 десятилетия, как западный мир отчасти занят спонтанным, отчасти вынужденным пересмотром истории своих отношений с окружающими его мирами. Ну и, соответственно, вот отсюда тематика. И Серебряный век. Вот, пожалуйста, русский Серебряный век. В 1911 году в 7-м номере журнала «Аполлон» была опубликована статья Максимилиана Волошина «Клодель в Китае», где поэт осмыслял понятие экзотизма. Экзотизм в романтическом искусстве был голодом по пряностям. Художник, пресыщенный отслоениями красоты в музеях и бытом отстоявшейся культуры, искал новых вкусовых ощущений, более терпких, более острых. Экзотика чаще служила художнику ядом сознания, возбудителем чувствительности, чем здоровой пищей духа. Эта экзотика XIX века явилась перенесением в область мечты и слова, то есть страсти к географическим приключениям, которыми ознаменованы первые века новой истории. Когда иссякли века путешествий и открытий, тогда все, что было деянием, стало только мечтой, притворилось в литературу. Ну и вот как бы отсюда все эти мотивы, да? Интерес к Востоку можно увидеть в лирике символистов, акмеистов, футуристов, в прозе Бунина, Платонова, в философских трактатах, стихотворениях Владимира Соловьева. Цитирую исследования Дьяконовой. Русские поэты конца XIX века стремились сами побывать в отдаленных землях. Вспомним путешествия Константина Бальмонта в Индию, Китай, Японию, Ивана Бунина в Индию, Максимилиана Волошина в Туркестан, Египет, Николая Гумилева в Африку. Хотели увидеть экзотические страны, которые были бы не похожи на их собственную. Те же, кто оставался на родине в Санкт-Петербурге и Москве, отправлялись на восток в своих фантазиях. Их путь лежал, как правило, через Европу. Индийские, яванские, китайские, японские мотивы заимствовались из французских, немецких, английских книг. Такой тип заимствования был настолько типичен, что породил новый термин «вычитанные страны», который был подчеркнут из стихотворений Стивенсона «Вычитанные страны» и «Страна любимых книг». «The Land of Storybooks» в прекрасном переводе Владислава Ходосевича. Европа, но и вслед за ней и Россия были покорены Востоком. Вот Юрий Орлицкий пишет: одна за другой проходили в европейских столицах выставки средневековой японской гравюры и китайских свитков, искусства каллиграфии, костюма, прикладного искусства, в том числе так модных ныне икебаны и бонсаи, выходили переводы и исследования классической поэзии. Вслед за этим, естественно, началась и волна подражаний, более или менее точных. Но вот отчасти фарфоровый павильон Гумилева это туда. А главное, европейские художники и поэты захотели воплотить в своих творениях не только внешнюю экзотику дальневосточной культуры, но и постичь ее философию, такую привлекательную для перепробовавших все эстетов рубежа веков и так не похожую на приевшийся к тому времени европейский рационализм. Хотелось вжиться в китайское и японское мироощущение, позволяющее творить так же, как и его врожденные представители. Вот как и в случае с африканской, да, культурой, восточное влияние приходит в Россию с Запада, вот, через тех же французских импрессионистов, которые увлекались японскими гравюрами, там, через того же Матисса, увлечение архитектурой, костюмами, да. Во Франции и Германии были изданы
собрание старинной китайской и японской поэзии, и выходил журнал, посвященный живописи, архитектуре, ремеслам «Le Japon Artistique». То есть вот, пожалуйста, вам там художественная, да, Япония вот, в полном виде. И снова, значит, возвращаемся к Юрию Галичу. Вот казалось бы, почему в его творчестве возникает тяготение к экзотике, причем, ну, не сугубо восточной, ну, там, китайской, японской. Ну, например, поэт Виталий Рябинин, который в 18 году убежал из Томска с остатками Белой армии во Владивосток, пишет микроцикл «Японские акварели». И вот это, ну, такая японская, да, штучка с такой сугубо ориентальной тематикой, с японскими именами: Наивари, Нипу, Китамура, вообще мир японских слов и образов: харакири, аригата, гейша, сайонара, хасивар, масса географических названий: Фуджияма, Сумидагава, Пурисан. И даже он сочиняет стихи в жанре хокку, ну, хайку. А Галич, ну, как бы вот примерно в то же время, да, у него морские просторы, африканские пустыни, миражи, острова дьявола, одинокий парус в дымке. Вот, но я думаю, что обращенность к русской культуре, причем в данном случае недалеко как бы отстоящей, но близкой, только что прогремевшей, ну, в этом смысле давала силы и поэту, и генералу жить дальше. С одной стороны, он автор исторических романов и рассказов с воспоминаниями о походах. Там полно рефлексий о революции, обо всем, что происходило в России и в Украине на глазах у Галича. Критики и, ну, достаточно малочисленные исследователи его творчества подчеркивают, что художественные произведения Галича – это, ну, почти хроники. То есть, что он такой вот как бы фиксатор, документалист больше. Хотя это формально романы, но очень много записано диалогов, очень много записано, как бы схвачено того, что сам поэт пережил. Выдумки мало, записи, дневники. И вот стихи. Ну, а стихи — это совсем другое. Это вроде как бы тоже впечатление о путешествиях, но все они литературные, очень литературные. Они все созданы под знаком Бальмонта. Ну вот в стихотворении «Иланг и Лали» это фея грез, и, ну, такая фейная стилистика, очень бальмонтовская. Бунина. Ну вот «Рикша», пожалуйста, поэма. Она, конечно, не похожа как на такового Бунина, но отзвуки, конечно, звучат. Разумеется, вот этот роман «Ну куда без одинокого паруса». Вот. Но главная вот фигура, понятно, что это Гумилев. То есть вот вся мотивика, вся сюжетика и вот вся такая направленность, отчасти стилистика, но стилистика у Галича довольно такая ровная, классическая. То есть тут трудно говорить. Ну, итак, давайте просто покажу, если успею, несколько примеров. Начну с «Летучего голландца», ну а там по времени посмотрю, как получится. Ну, «Корабли призрака» у Гумилева — это такая широко тоже исследованная тема, я тоже об этом много писала. И «Корабли-призраки» тоже у Гумилева, они такие литературные, потому что там и Бодлер, и Рембо, и Киплинг. Вот. И очень характерно это для раннего Гумилева, в общем, больше даже для раннего Гумилева, это «Романтические цветы», «Жемчуга», знаменитые микроциклы «Капитаны». Но у Гумилева это дальше откладывается и в поздних стихах, вот вплоть до «Заблудившегося трамвая», то есть это уже «Огненный стол». Вот. Вписанная в лирику Гумилева легенда о летучем голландце скрывает за собой особый пространственный континуум, мир призраков и смерти, без погружения в который, без осознания его таинственной границы, невозможно ни одно плавание. Существование призрачного мира обеспечено природой водной стихии, сопричастной довременному хаосу и ритмическому первоначалу мира. Водная стихия, как стихия первоначал, заставляет обратиться к легендарным мифологическим европейским сюжетам о морских странствиях. Это не только легенда о летучем голландце, но и история об Одиссее, Лорелей и многие другие. Вот я думаю, к Галичу это тоже вполне применимо. Так, у Галича есть стихотворение «Летучий голландец». Сейчас я... Вот. Ну вот «Орхидея» Владивостокская 21 года, и вот «Летучий голландец». Я озвучу, потому что книжечку я нашла в микрофишах РГБ, даже мне в руки ее не дали, то есть я смотрела вот на эти фотографии и с фотографии фотографировала, поэтому, ну, такой достаточно
нечеткое изображение, но, тем не менее, я была рада и этому, потому что это вот настоящее вот приближение к самому Галичу из Владивостока. Итак, есть старинное поверье. Иногда во мгле туманной, пляски бури, блески шквала, сбитые реи шевеля, появляется из бездны на мгновение призрак странный, ветхий, старый и разбитый, жуткий остов корабля. Этот призрак – знак несчастья, он у многих на примете, и подчас передается моряком из рода в род. Кто увидел этот призрак, не жилец на белом свете, и таинственная гибель ждет его в пучине вод. Да, я видел этот ржавый, от воды позеленевший, весь источенный червями, грязный кузов на волне, с полусломанной бизанью, весь прогнивший, весь истлевший, и отныне жалкий призрак угрожает и смертью мне. Вот такой летучий голландец о Галиче. Конечно, здесь самая такая яркая, отчетливая аналогия с микроциклом Гумилева «Капитаны» и с сонетом «Нас было 5, мы были капитаны», где судьба героев практически приравнена к судьбе летучего голландца. Но вот Гумилев создает образы героев. Они, с одной стороны, близки ему по духу, с другой стороны, враждебны, но вот здесь выступают именно герои, связанные с летучим голландцем. И после смерти наши привидения поднялись как подводные камни, как прежде черной гибелью грозя искателям неведомого счастья. Вот Александра Архипова пишет, что у Гумилева, ну как бы летучий голландец, ну понятно, это уже как бы я от себя говорю, потом цитату скажу. У летучий голландец так слегка упомянут. Это не так прямо выражена тема, как у Галича. Вот. Но она учитывается. И вот как раз Архипова указывает, что при внимательном прочтении видны некоторые странности в поведении капитанов. Ну, во-первых, они не боятся тех опасностей на море, которые губят обычных людей. Вот из цитаты из «Капитана», для кого не страшны ураганы, кто изведал морстремы и мель. Автор подчеркивает их необычный внешний вид, подчеркивается внешность, ветхость одежды, солью моря пропитана грудь, сыпется золото с кружев, с розоватых брабанских манжет. Они полностью пренебрегают правилами мореходства, ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса, что как бы невозможно, да, для обычного моряка. Вот такое странное поведение может вполне объясняться бесстрашием и презрением к смерти, пропагандируемым Гумилевым, но может иметь и иное объяснение. Естественно, вот как раз объяснение, что, возможно, это как раз капитаны корабля-призрака. В стихотворении Галича акцент сделан на самом призрачном корабле, то есть о моряках, да, призраков, вообще речи нет. И причем принадлежность вот к этой мистической гибельной легенде обозначена сразу. Вот, увидеть летучий голландец в скорой гибели, этот пророческий знак поэт передает лирическому герою. У Гумилева в текстах пространство строится вокруг корабля-призрака, капитана и матросов. А прямого указания на легенду нет, в капитанах так слегка мелькнет и все. Только намеки и косвенные отсылки. Сам капитан, скользя над бездной, за шляпу держится рукою, окровавленной, но железной, в штурвал вцепляется другою. Так смерть бледны его товарищи. У всех одна и та же дума, так смотрят трупы на пожарище, невыразимо и угрюмо. Лирический герой Галича видит корабль и поэтому ожидает гибель, и отныне жалкий призрак угрожает смертью мне. Но в то же время поэт будто иронизирует над пафосной легендой. Летучий голландец выглядит как развалина, это ржавый, от воды позеленевший, весь источенный червями, грязный кузов на волне. Ну и выше ветхий, старый, разбитый, жуткий остров корабля. Вот, лирический герой Галича немного, летучий голландец Галича немного напоминает мертвые корабли Бальмонта и брошенный пьяный корабль Рембо, ставший живым призраком, плавучим островом. Presqu'île ballottant sur ma bord l'équirelle, et le fiente d'oiseau clobodeur aux yeux blonds. Почти остров, раскачивающий на своем борту дрязги, помет птиц-крикунов со светлыми глазами.
Ну, как бы такое, да, не очень романтическое, не очень поэтическое описание, вплоть до указания, да, помета птиц крикунов. Но что удивительно, вот если говорить о связи Галича с Рембо, совсем прямых ассоциаций нет, хотя, ну, как бы через Гумилева, я бы сказала так, через Гумилева там и Африка, и это. Но вот такая штучка, мне кажется, она вот связана как раз с пьяным кораблем Рембо. В одном из африканских стихотворений Гумилева, это как раз вот африканское, не морское, «Лунный лик» стихотворение называется, там будут такие строки: «Молчит песок, сверкает луч, белеют кости, пятна кала». Вот пятна кала, конечно, как бы сразу так вырубаются из довольно, ну, красивого описания африканской пустыни. И вот здесь мне кажется, что с пьяным кораблем Рембо здесь есть такая прямая связь. Ну и вот мертвые корабли Бальмонта, о которых я говорила, огромный остров корабля, в пустыне моря быстро мчится, как будто где-то есть земля, к которой жадно он стремится. За ним, скрипя среди зыбей, несутся бешено другие, и привидения кораблей тревожат области морские. И вот поэтому стихотворение Галича создает впечатление, что такой изношенный признак вряд ли может причинить моряку вред. И вот трепет перед легендой превращается как будто в легкую насмешку. И еще одно стихотворение, связанное с летучим голландцем, это поэма «Шквал», морская поэма, но не очень большая, там всего несколько частей, и вот одна из частей посвящена истории о летучем голландце. Здесь насмешка не так очевидна, зато у лирического героя, ну, такого подчеркнуто, нет страха перед зловещим призраком. Не летучий ли голландец появился перед нами и, сверкнув разбитой мачтой, прыгнул в бездну и исчез? Впрочем, может быть, то призрак, созданный волнами, весь туманный, как загадка, и пронырливый, как бес. Это призрак или просто так, игра воображения, плод отравленного мозга, утомленного в борьбе. Мне все это безразлично. Я приветствую движение и, любуясь буйным вихрем, предаю себя судьбе. Ну вот, как раз здесь, во-первых, с одной стороны, приятие судьбы, с другой стороны, это напоминает вот эту вот как бы смелость и, ну, говоря современным словом, безбашенность гумилевских кораблей. Потому что вот это предание судьбе, я не боюсь, я любуюсь буйным вихрем, да, как будто бы, да, я не сворачиваю паруса так же, как в «Капитанах Гумилева». Вот, я хотела еще рассказать про вот тему Одиссея как раз, но я думаю, что сейчас уже я остановлюсь, потому что я вижу, что я и так несколько перебрала времени, вот, но я думаю, что немножечко сборник я представила, и вы можете уже, ну, как-то ориентироваться, а дальше я разработаю более подробно. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Елена Юрьевна, за такой интересный доклад. Вопросы есть ли, коллеги, задавайте. Нету вопросов? Елена Юрьевна, просветите меня, пожалуйста. Вы так хорошо в начале выступления описывали все вот эти экзотические восточные увлечения поэтов и писателей Серебряного века. Есть ли что-то монографическое на эту тему? А то мне очень разрозненно тоже много всего попадается, а вот как бы собранного в одном месте я не нашла. Подскажите. Ну, я вам могу свою даже книжечку скинуть, PDF-ку, или при встрече подарить живой экземпляр. Я, естественно, в связи с Гумилевым об этом писала. И там много разных интересных цитат и французских исследователей, и русских, потому что это, конечно, тема экзотизма, она, ну, такая вкусная тема, скажем так, потому что очень привлекательная, и Серебряный век без нее, ну, невозможен, да, и интересно как раз то, что она так откликается на романтизм 19 века, да, потому что и там экзотика в начале 19-го, проходит 100 лет, и снова, да, вот такое внимание. Но, конечно, 20 век, как я уже тоже говорила, тут колониализм еще. Тут как бы еще усиленная вот эта тема, хотя, конечно, и в 19-м это все было, вот, но
20 век в этом смысле более агрессивен, при том, что там еще как раз война с бурами, да, вот эти годы, англобурская война, и интерес к Африке, и Трансвааль, и вот это вот все. То есть, ну и, конечно, да, вот наши поэты и писатели, Гумилев, Бальмонт, Бунин, ну и другие, конечно, много путешествуют, и художники крайне этим интересуются. Ну и тут понятно, что большей частью тут и французская культура, причем вся, и поэтическая, и художественная, и во всех видах, вплоть до ремесленной, да, потому что это внимание и к Африке, и к Индии. Вот. И тут как раз вот наша вот эта тема, восточная, китайская, да, вот интересно, мне было как раз интересно, что Галич работает не на китайской теме. То есть вот он как раз уходит вот в эту, вот в гумилевское, хотя мог бы китайскую или японскую, вот как Рябинин, например, да, ну вот так. Спасибо, буду очень благодарна. Спасибо. Коллеги, если нет вопросов, я видела, что появился Игорь Евгеньевич у нас. Игорь Евгеньевич, вы нас слышите? Спасибо, да, прекрасно слышу. Да, вас тоже хорошо слышно. Предоставляем вам слово. Лощилов Игорь Евгеньевич, тема «Голоса Клио», трилогия поэм Всеволода Иванова. Спасибо. Дорогие коллеги, должен начать с того, что принести извинения за то, что в срок не подключился к конференции, только сейчас получилось, и за некоторую такую вот, ну, наверное, краткость моего сообщения и, видимо, сумбурность, потому что этот материал так или иначе у меня еще в процессе разработки. Речь пойдет о 3 поэмах Всеволода Никаноровича Иванова, вот того самого журналиста, прозаика и поэта, которого часто путали с Вячеславом Ивановым. И однажды это чуть было не на станции Аяш, чуть не стало роковым. Значит, он Иванов все-таки. Ну, насколько я понимаю, его принято называть Иванов. Хотя иногда называют Иван. Значит, к сожалению, в моем сообщении не будет никакой новизны эмпирического материала. Я думаю, что всем присутствующим, кто занимается литературой Дальнего Востока, хорошо известны эти 3 сочинения. И, собственно, основной пафос моего сообщения состоит в том, чтобы рассмотреть их, ну, в некотором смысле, как некоторую систему, трилогию. Значит, это поэма «О даме в сером», которая вошла в альманах «Парнас на сопках» наряду с поэмами Бориса Беты, Буткевича, Арсения Несмелого и Леонида Тяжелова. Значит, ну, наверное, обращу внимание на то, что все 4 поэмы, вошедшие в этот замечательный альманах, так или иначе соотнесены с ключевым основным мифом русского символизма, который восходит к софиологии Владимира Сергеевича Соловьева. При том, что вот этот образ вечной женственности в этих текстах разворачивается преимущественно в своем инфернальном аспекте. Дьяволицы, сирены, так называются другие поэмы. И «Дама в сером» так или иначе, с одной стороны, конечно, соотнесена с прекрасной дамой Блока, с другой стороны, вписывается вот в этот, ну, условно говоря, инфернальный, низовой ряд воплощений вечной женственности. Поэма была написана в 21 году, издана в 22-м. Вторая поэма была написана примерно тогда же, насколько я понимаю, в 22-м, потому что фрагменты из нее в газетах появлялись и прежде, но, кажется, впервые она была издана отдельной книжечкой с иллюстрациями художника Ареста Ракова в 1928 году.
Харбин. Значит, между этими двумя сочинениями автор пишет и издает тоже отдельной книжкой беженскую поэму. Ну, наверное, начать свои рассуждения можно с напоминания о том, что Всеволод Никонорович Иванов прошел серьезную профессиональную философскую школу в Гейдельберге, и в 1932 году вышла его книга, которая называлась «Дело», вполне профессиональное философское сочинение, в котором, вот, собственно, я и предложил бы увидеть некие ключи к замыслу Иванова. Значит, еще раз оговорю, это речь идет о исследовательском цикле. Автор не складывал и, возможно, не мыслил свои поэмы как трилогию, но, собственно, потому что Иванов был достаточно плодовит, писал много, много прозы, объемная проза, и стихи, сонеты, но вот поэм, кажется, всего 3. И они в моем восприятии складываются в некоторое единство, которое зиждется на соотнесении, на основном вопросе Иванова, соотнесение личного опыта, прежде всего физического опыта, опыта плоти, недаром здесь поэма «Еды», занимает некоторое центральное место, потому что в русской литературе еда, питание, с одной стороны, темы не очень заметные, не очень видимые, с другой стороны, они воспринимаются как несколько не дотягивающие, недостойные до поэзии, хотя мы знаем образцы от Державина, Филимонова, Заболоцкого и так далее. Значит, в этом есть некоторый вызов. Поэма, посвященная еде и питанию. Значит, как кажется, речь идет о соотнесении личного опыта с исторической памятью, потому что в каждой из поэм личные переживания каким-то образом проваливаются в историческую память. Уже в поэме о даме в сером Иванов свои собственные любовные переживания так или иначе проецирует на классические, буквально хрестоматийные ситуации, там Данте, Беатриче, Лаура, Петрарка и так далее. Значит, логика, кажется, может быть описана примерно так. Иванова, как автора поэм, интересуют пограничные ситуации человеческой жизни, буквально физически пограничные, потому что речь идет о, так или иначе, 3 сферах опыта. Это любовь, еда и смерть. Беженская поэма недаром начинается с эпиграфа эпитафии из Тургеневского Львова, эпитафии французскому эмигранту. И вот эта память о Великой Французской революции, личный опыт гражданской войны и так далее приводит к необходимости развернуть некую широкую историческую панораму беженства на Дальнем на восточной, западной, русской и так далее культуре. Значит, как кажется, вот эта вот тринитарность, наверное, не буду разворачивать эти соображения о том, что в этих 3 ситуациях, любовь, еда и смерть, человек утрачивает определенность собственных границ. В любви воссоединяется с другим, в еде принимает в себя частицы другого, а после смерти рассыпается и растворяется во всем.
Значит, мне кажется, что вот эта вот тринитарная логика, своеобразная такая гегельянская триада, тезис, антитезис, синтез. Значит, так или иначе уходят книги в главе человека, дело человека в главу, которая посвящена религии, религиозному опыту, Евхаристии и так далее, которые есть одновременно и любовь, и еда, и смерть, и победа над смертью. Значит, вот эта вот тринитарность, кажется, нашла воплощение в форме этих поэм. Наверное, напомню, что они откровенно насыщены Блоком. Все три, так или иначе, содержат реминисценции блоковские. Значит, поэма «У даме в сером» и поэма «Еды» написаны дольником, напоминающим гумилевский дольник. Однако поэме «Еды» предпослано предисловие, вступление, написанное четырехстопным ямбом, явно экспериментальным. И это важно, кажется, потому что беженская поэма полностью написана экспериментальным четырехстопным ямбом с очень бросающимися в глаза сверхсхемными ударениями в неожиданных местах, ну и так далее. Значит, чтобы показать какие-то образцы и напомнить, как это звучит у Иванова, звучит позволю себе процитировать все три поэмы, чтобы услышать их, так скажем, на слух, на вкус, и увидеть или предложить увидеть вот примерно такую систему, так, напоминающий скорее о Гумилеве. Дольник, скорее гумилевского типа, дольник на трехсложной основе, с вкраплением четырехстопным ямбом и в синтетической третьей части чистый ям. Во всех случаях обращение к этим размерам так или иначе связано с экспериментальным звучанием. Значит, в поэме «О даме в сером» есть такие фрагменты. «Сквозь толп живые колонны, сквозь черных идущих масс, увижу вновь просветленный, глубокий взор синих глаз». Вот взор синих глаз профессиональный поэт избежал бы такого сочетания. Здесь имитируется, с одной стороны, такая бесхитростная версификация, с другой стороны, это явно намеренно. Ну вот, собственно, я даже в начале, кажется, сформулировал, что при своей многообразной деятельности Иванов представляется в первую очередь философом, который в своем поэтическом, литературном творчестве, ну, как бы проверял мысли, природа которых скорее философическая. В гомеровском миротворении тонкий горький нюанс, как в звучном стихотворении срывающийся ассонанс. А вот здесь звучит, ну, как бы, размер, который явно помнит об эпохе Андрея Белого. Вы помните греков и в горе, они и их царь Одиссей, вот так же сидели у моря, как мы у шумящих зыбей, как просто их контуры жизни, пшеница, свинина, вино, и только мечтой по отчизне, их сердце простое полно. Здесь я делаю купюру, а дальше он пишет: и я тоже с красную кровью люблю жизнь и море, и свет. Зачем вашей странной любовью упорно твердите вы нет? Зачем всем земным достижениям исчезла запретная грань, отставив немые волнения, немому смертную дань? Значит, так же, как Одиссей, вот, лирический герой этой поэмы, во Владивостоке в 21 году испытывает переживания, сходные с переживаниями мифологического героя, которые тут же
на этом фоне становятся, ну, как бы вечными, экзистенциальными. Значит, поэма «Еды», вот это посвящение, о котором я уже сказал, оно звучит так. «Веревкой крепкой к мачте повед и ненавидя и любя». Здесь, разумеется, блоковская реминисценция. «Следи, как море бездны кроет бег громозвучный корабля. Мимо пленительного плена беги, премудрый Одиссей, да не прельстит тебя сирена жемчужной прелестью своей. Как полумертвая Европа, лети на парусном быке, туда, где скорбна Пенелопа за ткацким станом вдалеке. И катится слеза, быть может, на белизну хламид и стол, где ждет тебя простое ложе и изобильно пышный стол». Значит, вот сюжет об Одиссее связывает первую поэму и, соответственно, ее тему, любовь, Одиссея и Пенелопа, и еду. Значит, основная часть поэмы описывает, ну, пиршество. Как я уже сказал, прецедентов в русской литературе немного, потому что так или иначе эта тема вот растворена у классиков, но в XIX веке, кажется, только поэма Филимонова, Владимира Филимонова «Обед» проецирует, ну, как бы подразумевается в культурной памяти читателя. И дальнейшие уже параллели с «Обедом» Заболоцкого, например, и другими, ну, вот такими пиршественными стихотворениями или поэмами, где в центре поэтизируется еда. Значит, третья поэма, вернее, прежде чем о третьей поэме несколько слов, процитирую поэму «Еды». «Наверно, в подсолнечном пире уж все повторялось 100 крат. Вот так заседал в древнем пире седой и курносый Сократ. Царя Одиссея, как прежде, свининой кормил алкиной, нетрезвый в рваной одежде уснул в винограднике Ной. Привет прежде жившим, Авида, вам смерть да будет легка, вы все, как в обитель Аида, от пира ушли на века. Мы тоже не ведаем часа, в который покинем сей свет, но только до жирного мяса элегии грустный расцвет. Ах, можно ли с нежной дичью сравнить ароматный кусок дымящейся жертвы величия, алтарь, источающий сок, огромным ножом его взрежем, мы живы, не наша вина. А с жизнью невместно быть трезвым, налейте в стаканы вина. Значит, обращу внимание, вот уже дважды в моих цитатах возникали такие псевдотавтологические рифмы. Стол, хламид и стол, и изобильно пышный стол, и вина, и вина. Значит, ну, так или иначе, в этих поэмах слышна еще некоторая такая ироническая рефлексия над самим образом стихотворца, которая, как мне кажется, роднит из, ну вот, поэтов Дальнего Востока эти сочинения Иванова с поэзией Василия Логинова, которая, с одной стороны, очень культурна, с другой стороны, рефлексивно и отчасти комично связана с традицией сатирикона. Значит, в беженской поэме личный опыт также проецируется на историю, притом она написана такими широкими мазками. С одной стороны, это эпизоды жизни беженца, и именно из этой поэмы я, ну, собственно, позволил себе взять такое название своего сообщения «Голоса Клио». Одна из главок, в скобках посвященная Петру Первому, вот носит это название, которое в
пекинском издании 2005 года курьезным образом было неправильно прочитано, и там оно звучит «голоса клю». Видимо, программа для распознавания не различила и десятиричное и «о», и получились какие-то голоса клю. Значит, но поэма, вот с одной стороны иронично, она описывает, как и предыдущие, вот тучного поэта пения. Ну, а то все, наверное, знают, что тучность, такая физическая комплекция, так или иначе входила в некий личный миф Иванова, некий образ тучного поэта, который вот на берегу пустынного моря поет свою песню. При этом эта песня наполняется философским и историческим содержанием. Значит, наверное, основное я, что хотел сказать, кажется, сказал, застриховал, разве что осталось показать несколько примеров ямба беженской поэмы, которая тоже явно сориентирован на намеренный эксперимент. Значит, прими же привет, косматый вандал, ты отстаешь, уже боюсь, Шаляпина немецкий дьявол, Левицкий иступленный гнус, и все театры, все музеи, парламентарный звонкий свист и лекции, где не робея, всех лаял модный футурист. А все поэты, все пророки, философов последних бред, для революции близких сроки, проклятия для прошедших лет. А Карл Маркс с длинной бородою, которого всяк меру сил, взваливший на плечи с собою, домой в провинцию тащил. Значит, ну, при чтении этой поэмы буквально спотыкаешься на строчке, где упоминается Карл Маркс, которого мы привыкли слышать именно так, Карл Маркс, но он монтирует это имя в четырехстопную строчку, что оно таким образом, что оно начинает звучать совершенно непривычно, тем самым вот остраняется. Значит, в этой поэме перемешались эпохи, она перенасыщена историческими именами. Интересно, что все это идет вот именно к человеку, и не к какому-нибудь человеку, а к автору, который в финале поэмы, который называется «Медленная прогулка», бредет по улочкам Харбина со своей возлюбленной. И это тоже вот так или иначе напоминает о первой поэме вот этого гипотетического цикла, который я предложил бы здесь увидеть. Финал возвращает к вот этому любовному сюжету: по облетающим аллеям, по лужам голубым бредем. Вы верите, что вы скорее, чем в год, увидите ваш дом, что лихо в вашем тарантасе вас скоро кони понесут. Ах, как далеко это счастье, что, знаете, присядем тут. Бредут китайцы желто-синие, им вечным все всегда равно, от солнца много толких линий, по гравию разведено. И так далек, так неприветлив пред нами долгий-долгий путь, что я рисую тростью петли, и только раз могу вздохнуть. Тут, видимо, такая авторефлексивная метафора, сочинение стихов уподобляется вот этому, условно говоря, рисованию тростью петель на песке. Это не очень серьезное занятие, кажется, но тем не менее автор ему охотно и с удовольствием, со вкусом, вот как к обеду, как придается еде, так придается и поэзии. И, наверное, самая последняя мысль, которую хотелось бы выдвинуть, она так скорее задел на будущее, потому что если говорить о беженской поэме, которая вот с одной стороны о судьбе беженцев и беженца, в частности, это, разумеется, о себе лично, с другой стороны там и Омар Хайям, и Одиссей, и Петр I, и французские всякие там Робеспьеры. В общем, одним словом, превращается в широкую панораму истории, исторической памяти.
если так вот позволительно параллель с советской литературой примерно этого же времени, то единственное, кажется, что вспоминается, это грандиозная поэма Владимира Васильевича Державина «Первоначальное накопление», которая по канве Энгельса описывает эпоху первоначального накопления, и таким образом она как бы публикуется в СССР и неоднократно и так далее, а с другой стороны автор решает здесь важные для себя и философские, и экзистенциальные, и версификационные задачи, ну, собственно, разрабатывая строфу пушкинской осени. Шестистопный ям, октавный. Вот. На этом я позволю себе поставить некое многоточие и еще раз извиниться за некоторую сумбурность. Спасибо. Спасибо огромное, Григорий. Очень интересное сообщение. Коллеги, вопросы? Как-то сегодня не любопытствующая публика, но внимательно слушающая. Игорь Евгеньевич, я правильно ли поняла? Поэмы-то писались на Дальнем Востоке же, да? Вы сказали. Но как-то к месту-то они вообще не привязаны. Вот я понимаю, что это философской подоплекой вами объяснено, но такое у меня сложилось впечатление, что он человек-космополит, такого, знаете, совершенно не топосного порядка, да, то есть все равно, где бы ни писалось, там вот вся мировая литература, что называется, так или нет? Ну, я думаю, и так, и не так, потому что, вот, ну, например, поэма о даме в сером, где нет ничего специфически вроде бы восточного, датирована, там, Дайрей, Владивосток, 1921 год, то есть это пишется вот именно там, и вот буквально в датировке содержится и некая привязка к этому пространству. Значит, ну, у Иванова есть, например, сонет тоже на пищевую тему, где описывается китайская трапеза. Значит, в поэме о еде, кажется, нет Китая, но тем не менее, вот сам, ну, как бы и место издания, и ну, как бы позиция говорящего, ну, для тех, кто знает, ну, представляет себе биографию, да, так или иначе она тоже. Вот, а в Беженской поэме буквально есть Восток, есть Китай, да, и там это, по-моему, то есть, ну как, вот книга называется «Дело человека». Какого человека? Ну, человека вообще. Но с другой стороны, человек вообще это абстракция, которая переживается, ну, как бы натягивается на себя лично, в том числе физически, телесно. Не просто человек, как вот витрувианский человек, но при приближении к реальности он становится вот кем-то. И вот он становится этим тучным поэтом, который именно там в Харбине, во Владивостоке и так далее, вот подразумевая как бы свою судьбу, которая, ну, отчасти прописывается в Беженской поэме. Вот действительно поэма о даме в сером и поэма поэма еды, они, ну, как бы более абстрактны. А Беженская поэма, недаром она мне представляется синтетической, она, ну, уже прямо встраивает вот бежавшего от революции именно на восток автора. Я бы как-то так ответил. Спасибо, спасибо. Да, то есть космополитизм, но приземленный, так сказать, привязанный. Спасибо, благодарю. Коллеги, есть ли вопросы еще? Не вижу пока. Позвольте тогда, если не возражаете, мы перейдем к последнему выступающему на сегодня, замыкающему нашу конференцию, Абрамова Ксения Вадимовна. Поэтические произведения на страницах белогвардейских газет из коллекции исторического архива Омской области. Ксения, пожалуйста, вам слово.
Есть титульный слайд, есть. Так, хорошо, слышно меня? И слышно вас прекрасно. Так, хорошо. В моем докладе я хочу представить некоторые результаты моей работы в историческом архиве Омской области в начале ноября этого года, поэтому мой доклад носит обзорный характер. В первую очередь я расскажу о своих находках, более подробный и детальный анализ которых будет осуществлен в дальнейшем. Омск в первые годы революции стал одним из центров не только политической, но и культурной жизни. В это время в Омске оказались многие известные литераторы, либо уже известные, либо в дальнейшем прославившиеся тем или иным образом, бежавшие и от большевиков, и просто от голода и войны в европейской части России. Среди них Георгий Вяткин, Георгий Маслов, Сергей Аусфендер, Валерий Извицкий, Юрий Сопов и другие. Кроме них были и менее знаменитые литераторы, причем имена многих из них нам до сих пор неизвестны. В это время в сибирское турне отправляются многие футуристы. Омск посещают Гольдшмидт, Бурлюк, главарь сибирских футуристов Веленский. Об этом подробно писал Крусанов в своем исследовании русского авангарда. В Омске издавались поэтические сборники, организуются заседания литературных кружков, о деятельности которых, а также о творчестве отдельных омских писателей в настоящее время существуют исследования. Например, статьи Сизова и наших коллег Елены Владимировны Капинос и Игоря Евгеньевича Ващилова. Также надо отметить, что в 2016 году была выпущена антология «Поэзия белой столицы. Стихи поэтов Омска 18-19 года». У меня есть обложка этой антологии. В фонде исторического архива Омской области хранится коллекция подшивок газет, издававшихся в Омске в 1917-1919 годах. Среди них мы рассмотрели следующие газеты, точнее, привлекли наше внимание следующие газеты. «Акмолинские областные ведомости» — это еженедельная газета, в которой в основном публиковалась официальная информация, приказы, постановления, информация о действиях правительства, губернатора, объявления об утерянных документах, розыске скота, вызове наследников, торгах, продажах, списке кандидатов в гласные городской думы и так далее. Вестник Временного всероссийского правительства, издававшийся с 1918 года, в официальной части которого публиковались примерно такие же сведения, различные указы, но была и неофициальная часть. Например, беседа с министром финансов Михайловым. Также был раздел телеграммы, новости с фронта Первой мировой войны из-за границы. Также публиковались местные новости, омские, а также по Уралу и по Сибири. Объявления и заметки. И вот среди заметок появляются две статьи Георгия Вяткина. Одна из них называлась «Тургенев как гражданин и художник» в номере 6, вышедшем 12 ноября 2018 года, с подзаголовком «Доклад, прочитанный автором на торжественном юбилейном спектакле, устроенном Союзом Возрождения России». Я упоминаю, здесь не очень хорошо видно текст, но его можно будет потом изучить. Я упоминаю эту заметку, поскольку критические статьи, какие-то заметки, выступления Георгия Вяткина в исследованиях появлялись, но об этой заметке нигде не говорится. А также вторая заметка к культурному возрождению в 11 номере, тоже авторство Вяткина. В газете «Военные ведомости», на первой странице которой было заявлено, что в газете помещаются последние телеграммы по прямому поводу из Ставки главнокомандующего, имеется в виду Колчак, и с нашего радио. Но кроме такой официальной информации в газете появляются и поэтические произведения, которые нас в первую очередь интересуют. Например, в номере 92, 22 марта 2019 года, вместе с заметкой о расстреле в городе Оса появляется стихотворение «Дайте забыться», подписанное инициалами ЕЛК. Эти инициалы в настоящий момент пока мы не можем расшифровать, надеюсь, в дальнейшем это удастся.
каким-нибудь образом. В этом же номере появляется стихотворение Евгения Лесового «Красный смех», тоже посвященное теме и с подзаголовком об этом расстреле, шокировавшем людей и поэтов в том числе. В газете появляются и другие стихотворения, написанные на злобу дня. Например, в 137-м номере 22 мая 2019 года появляется стихотворение «Братьям» Вячеслава Волковой и стихотворение «Гражданская война» 6-го. Приведу текст последнего стихотворения. Я прошу прощения, что не очень хорошо видно текст на слайдах, поскольку газеты в Омском архиве оцифрованы, они дают их читать только с экрана, но разрешают фотографировать экран, поэтому вот не очень хорошее качество, но где было их более-менее видно, я постаралась показать, как они выглядели в печати. Так вот, стихотворение «Гражданская война». «Кто покажет солнце незрячим, кто сотрет с них извечный грех, ведь по этим веселым дачам так недавно гулял смех. И теперь все ступени шатки, в цветниках притаилась мгла, на старой крокетной площадке мортира гнездо свела. Словно жаба к земле прилипла, протяжен тоскливый зов. На заре она кашляет хрипло и учит летать птенцов. И над черной земной грудью в гневных криках железных птиц слышен яростный гимн безлюдью, полыханию алых зорниц». И часто такие стихотворения насыщены иносказаниями, метафорами, которые отсылают к событиям и обстановке этих лет. Можно привести еще подобные тексты, например, стихотворение «Родине» Волкова, в венце терновом, в ризу окровавленной и рваной, распятая умелой рукой, к толпе сынов, раздузнанной и пьяной, ты обращаешь взор с безмолвной мольбой. По сердцам черствые, с бесстыдной мутью взора, они не видят матери кровавого позора, и жажду шепчешь ты иссохшими губами, язычник некогда смочил уста Христу, но ты на кресте между сынами, и не язычник на посту, и жажду некому распятой утолить, а сын, он занят, он спешит одежды разделить. Интересным нам, кажется, показалось стихотворение Арсения. Так, здесь немножко съехал текст. Интересен показался текст стихотворения Арсения Смарагдова «Зимняя буря в ночи», где прямо не называются, вот в отличие от предыдущих стихотворений, нет прямой отсылки к революционным событиям, но образность текста как бы намекает на них, и поэтому приведу текст этого стихотворения. «За окном гудит, буранит, дико воет, катит бочки, стены бревнами таранит, барабанит, градом сыплет где-то кочки. В эту ночь играет страшный, необъятный, весь взлохмоченный, дурашный, неприятный, в злобе рьяный, словно пьяный, хочет буйства, ищет битвы, шепчет дряхлые молитвы, побледнел парнек румяный. В эту ночь на печке жутко, и в трубе, как леший, стонет. Кто-то рявкнул, словно тонет, нудно, зябко, страшно, жутко». Это стихотворение привлекло нас еще и тем, что оно интересно построено с точки зрения грамматики. Здесь образ строится с помощью употребления большого количества глаголов, которые описывают бурю, не называя ее саму, и прилагательных, тоже экспрессивных и связанных с темой вьюги. И здесь создается эффект отстраненности. Буря не называется прямо, но она присутствует, и от этого еще больше пугает. И получается, буря — это такая действующая неведомая сила, страшная и необъяснимая, которая ведет за собой ужас. И заканчивается стихотворение перечислением состояний: нудно, зябко, жутко, тоже такая концентрация слов состояния, которая, как бы, смысл этого стихотворения концентрирует в себе. На фоне вот приведенных поэтических текстов выделяется стихотворение Всеволода Чувича. Пока что мне не удалось найти какую-нибудь информацию об этом авторе. Следующее стихотворение. Так.
Пустынные тротуары серо-лунные, перебежала кошка тихий тротуар, деревья прозорливо спят бесшумные, далеко уводя день помнящий бульвар. И лунно старо блещет купол, полоска в небе блекло-голубом, и мы с тобой счастливо-глупо, без слов друг другу руки жмем. Бульварный гравий под подошвами скрипит, во сне смеясь чуть-чуть, и нас, трепещущих хорошими, уводит лунно-тихий путь. Здесь мы видим, настроение совершенно противоположное, здесь максимально лиричный текст, причем можно обратить внимание на большое количество авторских сложных таких составных эпитетов, которые он использует. И судя по другим стихотворениям, которые встречаются тоже в этой газете, этого автора, это было характерно для его стиля. Ну, приведу еще один текст. Сейчас я посмотрю, если он... Это вот этот приведенный текст, а еще один прочитаю так. «Студенческую, сняв тужурку в тишине столовой, покончив с ужином холодным, при тусклом свете ночника, затихну я от слова к слову, припомнив ночь на глади водной, ночь ласки, запах пароходный и запах твой хранит еще рука. В окно рассветно чутко слышен гул колесный, в окне дневнеет ночь и чуть доносит от подоконника садовый холодок, рассветный, лиственный, пахучий росный, усталость сладостна, и сердце просит зацеловать оставленный тобой платок». Это тоже стихотворение Всеволода Чуича. В военных ведомостях публиковались и другие авторы, но расскажу еще о других изданиях. Следующая газета, которая привлекла мое внимание, это газета «Дело Сибири», тоже имеющая такое официальное предназначение. Это орган Акмолинского губернского комитета партии социалистов, революционеров Западно-Сибирского и Омского уездных советов крестьянских депутатов. Здесь публикуется тоже очень много такой официальной информации, но среди официальных приказов, отчетов и так далее встречаются небольшие тексты лирические Кондратия Худякова, Феоктистова, также стихи. Вот здесь на слайде они представлены. Здесь можно рассмотреть подписанные А. Чаир. То есть это Чаир, да, но непривычно подписанный. Ксения, вас не слышно. Вы исчезли, звук, Да, посмотрите. пропал звук. Да, странно, вроде там все. А сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Да. Так вот, газета «Заря», в которой публиковали стихи Георгий Вяткин очень много, Георгий Маслов. Было очень много текстов, подписанных Илья Бунтарь. И приведем некоторые из этих текстов. Вот, например, стихотворение Георгия Вяткина. Я привожу эти тексты показать, какого типа стихотворения были характерны именно для публикации в газете «Заря». Говорил лицемерно и грубо, ничего не сказала в ответ, лишь слегка задрожали губы на его равнодушное «нет». И, сознав роковую ошибку, положив перед ним кольцо, отошла с горделивой улыбкой, с побелевшим от боли лицом. Вот идешь ты тропинкой лесною и печалишься тайно о чем. Тонкий месяц встает над тобою и ласкает своим лучом. Ничего, что расстравленной вараной оскорбленное сердце горит. Из опушки лесной, из тумана чья-то песня, как зов, звенит. Поклонись добрым духам леса и иди, куда манит взгляд. Всюду в небе синеет месяц, молчаливый небесный брат. И это Георгий Вяткин. Георгий
Масфов. Следующий текст. «Вся улица в тумане, какой печальный май. Валяйся на диване и о тепле мечтай. Как с пьяного разгула мой ум в тяжелом сне. Хоть ты бы завернула на полчаса ко мне, прогнала дым от трубки, сказала, что за грязь, и вымокшие юбки оправила, смеясь. И стал бы вспоминать я, что нравилось сперва, ненужные объятия и лживые слова. Да поздно не вернется, и скучно вспоминать. В окошечко дождик бьется, пора ложиться спать. А если не случится ко мне прийти и сну, любимые страницы заменят мне весну». Вот, здесь я хотела показать, что стихотворение «В заре», в отличие от тех, которые я приводила ранее, чаще всего не содержит никаких отсылок или намеков на реалии, которые окружают поэтов. И тут же в этой же газете иногда публикуются. И эти тексты максимально личные и обобщенные, с классическим звучанием, посвящены любовной тематике, встречаются пейзажные зарисовки. Или можно привести в пример текст Илья Бунтарь, поэту, где встречается, где появляется тема творчества. Ну что, простите, сейчас его не буду зачитывать. Приведу еще один пример текста Георгия Вяткина, опубликованного в газете «Заря», в котором появляется тема бури, которая, как мы видели выше, в те годы ассоциировалась с революционными потрясениями. Текст сонет. В годины бурь, печали и тревоги, когда за тяжким хаосом борьбы глухой туман скрывает все дороги, и темен лик колдующей судьбы, не веря словам, все споры и мольбы смешны врагам, стоящим на пороге, пусть за словами прячутся рабы, но не бойцы отважные, как боги. Что слово? Пыль, когда ему вослед не жертвуют ни славою, ни кровью. Иди за тем, чей дух горит любовью, кто в битвах утверждает свой завет, свои мечты бесценно дорогие. Иди за ним, пусть говорят другие. Здесь буря, хаос борьбы, которые как бы могли бы намекать на события 17-18 годов, превращаются в такой обобщенный образ, который может быть невременным, никак не связанным с окружающей действительностью. И интересно в этом тексте разбивка на строки, на строфы стихотворения. Здесь 4-я строка 2-го Катрена перенесена и прикреплена к терцетам, которые тоже слиты вместе. И таким образом весь сонет делится на 2 семистишья. И мне кажется, что здесь нет, вряд ли есть какая-нибудь ошибка при наборе текста, и данное построение может быть отдельно рассмотрено, и, может быть, поможет видеть какие-то детали этого текста. Еще одно стихотворение, в котором как будто бы появляется намек на революционные события, это стихотворение «Песни казака» Каменева. «Конь бьет копытом, и ногу в стреме, и ускочу. Ах, лишним спором теперь не время, я в бой хочу. Мои желания, мои страдания, кто победит? Не сосчитать вам шагов мелькания и стук копыт. И с грязным гиком под звон булатой и свист бича несусь за счастье родного брата на палача». Но здесь тоже довольно условная революционная тематика. Также существовала газета «Наша заря», у которой был подзаголовок «Орган демократической государственной мысли», в которой также публиковался Чаир, поэт Валерий Язвицкий, чья биография отличается от многих других биографий омских поэтов тем, что он избежал репрессий и прожил дольше, чем они. И публиковался такой поэт под псевдонимом Имрей. Сизов расшифровал, кто скрывался под этим псевдонимом Михаил Николаевич Горин, но его судьба тоже малоизвестна. Он после публикации каких-то в Иркутске исчез.
в те годы. Также в архиве Омской области есть номера газеты «Известия», которые уже не относятся к белогвардейской печати, поэтому я сейчас не буду на ней останавливаться. Лишь упомяну авторов, которые печатались в этом издании. Это Козлов, Александровский, Неверов и другие. Здесь даже появлялись стихи Демьяна Бедного из таких столичных авторов. И, конечно же, я перечислила не все издания, не всех авторов, которые в них публиковали свои поэтические произведения. Я постаралась показать самые яркие и характерные для отдельных газет стихотворения. И закончить я хотела бы, вернувшись немножко к началу моего доклада, показав вам слайд. Здесь в газете «Наша заря» опубликовано объявление о выступлениях футуристов в городе Омске в 2019 году, вечер градиозарь и поэзо-концерт Крылька. Спасибо за внимание. Ксения, спасибо большое. Коллеги, вопросы, если таковые? Можно реплику? Игорь Евгеньевич, пожалуйста. Да, я могу, кажется, дать справку о том, кто такой Всеволод Чувич. Это журналист и художник, и замечательный художник Всеволод Михайлович Зыков. Хорошо, спасибо большое, Игорь Евгеньевич. Да, я хотела к вам тоже пообращаться с вопросом. И, в связи с упомянутым вами Евгением Лесовым, мне кажется, важно напомнить всем, что это впоследствии псевдоним впоследствии очень известного и авторитетного советского фельетониста и журналиста, который подписывался Филиппович, Евгений Филиппович Иванов. И о Шестакове, наверное, хотелось бы сказать тоже еще дополнительно пару слов, что мы его все так или иначе знаем, потому что в детстве смотрели кино «Финист Ясный Сокол», и сценарий, и пьесу написал. И таким образом, тут возникает, наверное, вопрос об адаптации вот этих бывших белогвардейцев тех, кто остался в условиях уже советской печати, да, как они потом встраивались и каким-то образом заштриховывали свое белогвардейское прошлое, встраивались либо в качестве в детской литературе или в какой-то газетной журналистике. И, наверное, хотелось бы, может быть, уж совсем напоследок сказать, что Николая Шестакова в определенном смысле воскресил Владимир Нихотин, которого мы потеряли этим летом, и, наверное, уместно будет предложить его мысленно всем помянуть. Спасибо большое, Игорь Евгеньевич, за дополнение. Как человек, который очень много сделал для изучения литературы Сибири и знал ее так, как нам и не снилось. Спасибо. Елена Юрьевна, давайте, наверное, закрывать. Помогите мне это сделать, да? Да, конечно. Дорогие коллеги, давайте, может быть, если кто-то хочет высказаться, что-то сказать по поводу сегодняшнего прошедшего дня или вчерашнего, гости конференции, участники, пожалуйста. Может, Елена Алексеевна что-нибудь скажет. Я знаю, что вчера мы целый день старались с Ксенией, чтобы вы были с нами, но немножечко не получилось. Хорошо, очень-очень рада, что вы сегодня сумели. Спасибо. Я с удовольствием хотела бы сказать на завершении конференции, во-первых, поблагодарить, конечно, Институт филологии, студенческого отделения Академии наук за организацию этих конференций. Это уже вторая такая конференция, и мне очень нравится атмосфера
и круг единомышленников, которые обсуждают близкие вопросы, приводят разные точки зрения. Вот мне, в частности, показалось очень интересным, насколько разным воспринимается Дальний Восток писателями, которые живут, например, в Харбине, то есть, собственно, на Дальнем Востоке, но рождены и воспитаны в европейской России, и, скажем, теми писателями, как вот тот же Всеволод Иванов, например, которые рождены как раз там, на Востоке, но впоследствии переселяются в Петербург, в Петроград и смотрят уже оттуда на Дальний Восток. Вообще это очень любопытно. Вот тот же Китай с разных таких точек зрения, отношение к китайской, ну вот, семейным традициям, человека, который смотрит на Китай как бы с позиции европейской культуры и наоборот с позиции восточной культуры. Вот. В общем, мне очень интересны ваши конференции. Я жалею, что не получилось вчера, конечно, и я очень благодарна за возможность в них участвовать. Спасибо огромное, Елена Алексеевна. Мы тоже очень рады участию из других городов, коллег, потому что, ну, вот мы сидим с нашим грантом, да, внутри себя, и так здорово, когда мы можем сюда пригласить, и в этом смысле онлайн-конференциям огромное спасибо, потому что не всегда удается, ну, живую организовать, и не каждый может вот так вот с легкостью приехать. А это семинар небольшой, но в то же время мы вот действительно тут рядом, и мы счастливы послушать разные доклады. Елена Анатольевна, может быть, что-нибудь нам скажет. Сегодня вы работали прямо ударно целый день. Спасибо, коллеги. Я очень кратко, потому что, конечно, у нас уже темно, в Москве уже давно обед, а Мурский, наверное, университет, я думаю, засыпает уже потихонечку. Поэтому, коллеги, я первый раз участвую. Огромное спасибо Елене Юрьевне, что она так вовремя написала мне, когда я как раз только-только начала готовить материалы о Пришвине и путешествии его на Дальний Восток. Я получила огромное удовольствие и, вы знаете, кардинальным образом пополнила свою эрудицию, мне в этом не стыдно признаться. Я вчера очень много узнала о китайских ритуальных обрядах, обо всех фанзах, дощечках, душах, которых 3 штуки, да, и так далее, и так далее. То есть я прямо была под впечатлением. Сегодня так много для меня тоже имен прозвучало, и новых, и знакомых, и давно уже знакомых. Но все это в таком необычном контексте, что я крайне всем благодарна, коллеги, за участие и за такой плодотворный диалог. Мне кажется, он имеет большие перспективы и хорошие последствия, научные и человеческие. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, может быть, кто-нибудь еще что-то хочет сказать? Ну, буквально пару слов. Да, Елена. Вот кажется, она маленькая, эта конференция, да? Не очень много участников, но создалась все-таки какая-то очень внушительная, широкая панорама. Наши доклады, ведь они все разные, да? Они о разных авторах. Это, собственно говоря, то я продолжаю здесь мысли Елены Анатольевны. Вот. И действительно мы много чего, занимаясь сами этой темой, слушая других, мы сами очень много тоже узнаем того, что раньше мы не знали. Вот, поэтому огромное спасибо. Жаль, что не все смогли участвовать, что вот не было Лены Макаровой, да, не было там еще кого-то. Вот, потому что, кто болеет, у кого занятия не сложилось. Жаль. Но, тем не менее, мне кажется, что конференция все-таки состоялась, и мы все повидались друг с другом, пусть даже вот в этих вот, понимаете, онлайн-квадратиках. Спасибо всем огромное. Спасибо, дорогие коллеги. И я еще хотела сказать, что в следующем году мы тоже постараемся, если будем живы, встретиться вот где-то так, это будет 2-я половина ноября. Вот, поэтому готовьтесь. Я с радостью разошлю все приглашения, и мы опять вот так вот соберемся.
в таком, может быть, узком, но в то же время приятном духу. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. До свидания. До До свидания. новых встреч. Всего доброго. До свидания.